Переходим к вопросам. У нас, несмотря на то, что мы с вами встречались и с председателем правительства, и с министрами, и с вице-премьерами, много вопросов прозвучало в ходе этих встреч, но опять-таки процедуры, нормы и правила – это то, что составляет основу демократии. Мы поэтому, конечно, часть, особенно ключевых вопросов, выносим на публичное обсуждение. И в этой связи слово предоставляется представителям фракции КПРФ Коломейцеву Николаю Васильевичу, подготовится фракция ЛДПР Леонову Сергею Дмитриевичу. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Владимирович, безусловно, достижение 3,6% роста экономики впервые за десятилетие при огромном количестве санкций заслуживает самой высокой оценки. Но поддержание данных темпов и, возможно, их удвоение возможно только по принятию мер по вовлечению 138 триллионов активов банков в более активную инвестиционную деятельность. Я вам напомню, банки 3,5 триллиона получили прибыли, но всего 1,5 триллиона инвестиций за прошлый год. А нам необходимо реализовать и программу импортозамещения, и программу станкостроения. Она должна не 60 давать, а 600%. Это фондообразующая отрасль. Какие меры видит правительство, чтобы через изменение налогового кодекса не понудить, а заинтересовать банкиров, все-таки не перестать быть рантье, а стать главным инвестором страны? Спасибо большое. Николай Васильевич, вы активно в дискуссии с нами по всем направлениям, особенно связанным со стимулированием промышленного роста, технологического суверенитета. Ну, отвечу следующим образом. В первую очередь, для того, чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись. Нужно создавать специальные режимы, специальные инструменты разного характера, в том числе и с специальными льготами. Какие сегодня есть, какие из них созданы? Первое – это торы. И вы знаете, что 110, по-моему, торов сейчас работают, действуют. Это особые экономические зоны, куда идет инвестор, где он создает промышленного типа, технико-внедренческого типа и так далее. Дальше это специальные наши значит, инвестиционные контракты, СПИКи. Это СЗПК, соответствующая защита, значит, создание, значит, специальных механизмов. Это наш фонд развития промышленности, который показал огромную эффективность в стимулировании направления развития промышленности, технологического прогресса и так далее. Это кластерная инвестиционная платформа, где мы льготным кредитованием в длинную стимулируем приоритетные направления и приоритетные соответствующие технологические элементы развития страны. Наконец, это фабрика проектного финансирования. Это в совокупности дает всю линейку инструментальную для вкладывания, для внутренних инвестиций. То, что касается соответствующих результатов, вы упомянули об этом, у нас, да, 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет. Ну вот я сказал, рекордная для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы все время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная, кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов, так сказать, которые есть. Давайте за это поблагодарим Мантурова, он нас возглавляет, министерство. Наверное, вы скажете, других надо поблагодарить. Нет, Денис Валентинович делает ответственную работу очень качественно. Давайте поблагодарим Дениса Валентиновича. Спасибо, Денис Валентинович. Когда есть за что поблагодарить, надо благодарить. Есть за что ругать, надо ругать. Все должны знать своих героев. Ну, здесь два слова по секторам. И поверьте, в Минпромторге активнейшим образом этим занимается. Это средства производство средств производства, это станки, оборудование, робототехника, это новые материалы, это микроэлектроника, я говорил в докладе, это сегодня гражданское самолетостроение, беспилотная авиационная система и многие-многие элементы нашего технологического и промышленного суверенитета. И, конечно, есть и очень много вопросов. Непростая ситуация во многих из этих отраслей. Ну что там, мы честно должны об этом говорить. Они капиталоемкие, они требуют огромных затрат, специальных инструментов, слаженного, так сказать, обслуживания, сложного оборудования. Зачастую сейчас страны, которые поставляли это оборудование, отказываются от этой работы. Но самое главное, это наших
профессионалов, людей, которые способны с этим справиться. И это уже на сегодняшний день факт. Те цифры, которые показывают рост, в том числе обрабатывающей промышленности, машиностроения. У нас электроника выросла. Когда у нас это было? 32, по-моему, процента, Денис Валентинович? 32% производства своей электроники. Ну, у нас все только в минус было. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что эти инструменты достаточно будут для привлечения. Ну и ответственная позиция наших промышленников, она тоже очень важна, что вкладывали в Россию. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции ЛДПР. Леонову Сергею Дмитриевичу. Подготовится Аксаков с фракции «Справедливая Россия за правду». Уважаемый Михаил Владимирович, поводом для моего вопроса стало обращение жительницы Смоленской области, которая пожаловалась к нам в ЛДПР на невозможность получения больничного листа в связи с обследованием ее ребенка на предмет тяжелого и трудно диагностируемого заболевания. Ребенка обследовали амбулаторно, и маме приходилось ездить на исследования и консультации в различные лечебные учреждения, в том числе и за пределы региона. Она была вынуждена постоянно отпрашиваться с работы или брать отгулы. Уважаемый Михаил Владимирович, есть ли необходимость, на ваш взгляд, для внесения изменений в соответствующие нормативные акты министерства либо правительства, чтобы данные случаи не повторялись в других семьях? Если такая необходимость есть, то просьба этот вопрос решить. Спасибо. Да, Сергей Ильич, спасибо. Готовились, когда к заседанию в Думе, как раз изучили этот вопрос. Он нормативно урегулирован. Сегодня все, норматив есть, приказ Минздрава, по которому у нас установлены единые правила для выдачи врачами больничных листов по уходу за ребенком в том числе. Но для того, чтобы поставить диагноз, если нужны дополнительные исследования для малыша, ну я не знаю, там органы пищеварения, дыхания исследовать нужно, то комиссия имеет возможность выделять такой больничный лист. И это урегулировано нормативно. В случае конкретных фактов отказа, я вот просто прошу нам в Минздрав дать эти факты, мы будем разбираться по каждому случаю отдельно. И я уже дал поручение Минздраву, чтобы обратили внимание регионов и руководителей региональных Минздравов, что данный вопрос нормативно урегулирован, и чтобы они довели эту информацию до медработников. Спасибо вам. Михаил Владимирович, ну вот здесь наш коллега поднимал тему конкретную, имеющую отношение к постановке диагноза. Для того, чтобы его правильно поставить, необходимо знание. Мы с вами вчера этот вопрос обсуждали, а здесь сегодня, пользуясь тем, что присутствуют профильные министры, правильно было бы обозначить одну тему, которая для всех является крайне важной. Это качество нашего здравоохранения. О чем речь идет? У нас за последнее время в очень большом количестве вузов, университетов, которые стали таковыми после преобразования из педагогических институтов, открываются медицинские факультеты. Более того, медицинские факультеты стали открывать в небольших городках. Совершенно понятно, когда речь идет о медицине, это в первую очередь научная школа, которая формируется десятилетиями. И нам надо думать о качестве медицинского образования. И в этой части, наверное, правильно было бы, чтобы Мурашко за это отвечал. Потому что вот сейчас Министерство высшей школы понаткрывает факультеты, а кто там потом выпустится, неизвестно. И диагнозы, которые ставятся, они могут быть самыми разными. Поэтому, учитывая, что у нас идет такой откровенный разговор, поддержите, пожалуйста, скромного Мурашко, который, наверное, в силу своей природной скромности и его качеств не борется за этот вопрос, а завтра потом он будет пожимать следствие. Потому что у нас даже есть медицинский факультет в МГИМО. Вы вдумайтесь. Ну, наверное, международники врачи тоже нужны. Но только у нас почему-то дефицит огромных кадров, не хватает 30 тысяч врачей, а все больше и больше факультетов. Вот, наверное, министр высшей школы должен задуматься, что все-таки здесь важна не количественная сторона, а качество. Именно качество подготовки специалистов. Это, коллеги, мнение, которое вы высказывали, поддерживаете? Да, Вячеслав Ильич, мы подробно с вами обсудили.
абсолютно согласен. Контроль качества за, в том числе, врачами, специалистами, которые нас лечат. И, конечно же, высокий уровень их образования должно быть предметом скрупулезного изучения. Но я думаю, что мы с Михаилом Бетовичем, также Валерием Николаевичем Фальковым поговорим и сделаем все необходимое для того, чтобы этот контроль был обеспечен на высшем уровне. Михаил Владимирович, здесь должен быть человек, у которого должна быть для всех понятная фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения. Потому что получается так, министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а факультеты открывают другие министры. Но при этом кто потом будет выпускаться? Нас это заботит. И если мы говорим об открытии новых факультетов, тогда нам надо понимать, что их выпускники придут в профессию, они вернутся, а сегодня у нас где-то 3-4% всего направленцев, тех, кто идет по направлению от районов, ЦРБ, возвращаются в больнице работать. Это тоже не может не волновать. Одним словом, вот эта тема, хотелось бы, чтобы была на приоритетном контроле. И еще раз хочется все взоры направить на коллегу Мурашко, поддержать его, но и с другой стороны, чтобы он понимал эту ответственность, боролся и как-то здесь позицию отстаивал, когда сейчас этот вал идет, охватывая все новые и новые университеты, вузы, и добрался уже до международных отношений. Но все как-то побаиваются об этом говорить или замалчивают, даже непонятно почему. Слово предоставляется фракции «Справедливая Россия за правду» Аксакову Анатолию Геннадьевичу. Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич, подготовится фракция «Новые люди» Леонову Олегу Юрьевичу. Я про банки через неделю буду говорить. У нас предусмотрен отчет Центрального банка. Там мы по этому поводу конкретно поговорим. Михаил Владимирович, вам вопрос касается электротранспорта. В 2021 году 9% проданного электротранспорта в мире вот в общем объеме составлял 9%. Уже через 2 года, в 2023 году, 15% автомобилей были электрическими. Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку Чувашии. Вот правительство тоже уделяет внимание этому направлению. 100 единиц пассажирского электротранспорта будет закуплено в ближайшее время с использованием инфраструктурных облигаций Дом РФ. Что думает правительство по поводу поддержки вот этого направления? Какие конкретные шаги оно будет делать для того, чтобы электротранспорт у нас активно развивался и соответствующая инфраструктура для его обслуживания также создавалась? Спасибо за вопрос, Анатолий Геннадьевич. Значит, но в первую очередь для этого очень много что уже делается. У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого, да, используя всяческие возможности на сегодняшний день нашей промышленности. И без создания инфраструктуры это просто не получится. Что мы делаем в отношении инфраструктуры, о чем вы спросили? Мы запустили производство зарядных станций для электромобилей, электробусов и выделили в 2022-2023 году на 1151 станцию порядка 2 миллиардов рублей, чуть больше. В этом году уже 3,7 миллиарда и плюс 1337 значит, зарядных станций. Много ли это или мало? Это синхронизируется с элементами производства электрозарядных автомобилей. Что с производством? 2 производства запущены легковых автомобилей. Это наш «Москвич» и «Эволют» в Мотоинвест в Липецке. 6 зеленых моделей сделали. Уже налажен выпуск, уже произведено 8,4 тысячи автомобилей. В 2024 году уже у нас 17 тысяч. Все, мы пошли в эту сторону. Надеемся, что люди оценят их преимущество, экологичность, удобство. У нас идет на сегодняшний день АО «Кама» выпускает, значит, первый наш
полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль «Атом». Этим Кагогин занимается. Очень ждем мы хорошего результата. И АвтоВАЗ у нас «Ладу и Ларгус», автомобиль на базе серийного автомобиля «Ларгус», тоже электромобиль делается. У нас очень серьезно стимулируется развитие доли отечественного компонента в электромобилях. 3 гигафабрики развернули в Калининграде и в Московской области по выпуску, как вы знаете, самого важного, это электроаккумуляторные батареи и компоненты. Очень важные элементы. В целом очень много сделано мер для того, чтобы поддержать и инфраструктуру, и производителей. У нас на один автомобиль, знаете, даже субсидию, 925 тысяч. У нас бесплатные парковки для электромобилей, особенно Москва, по-моему, начала процесс. Освободили их от транспортного налога. А в целях экологичности общества мы выделили 13 миллиардов на закупку электробусов и создание инфраструктуры в 10 регионах. Это Краснодар, Красноярский край, Пермский, Волгоградский, Курская, Липецкая область, Нижний Новгород, Ростов, Саратов и Ярославская область. И на линию поставили сейчас, по-моему, 246 электробусов, которые уже пошли, еще больше идет. И все, мы наращиваем элементы этого. И поправляйте, если по инфраструктуре, а связь с регионами очень здесь важна, мало будет, будем дальше развивать. Но здесь вот надо отметить очень эффективную работу Григоренко, потому что он ведет этот проект от правительства. В этом качестве его, наверное, не все хорошо знают, потому что взаимодействие правительства с Госдумой осуществляет руководитель аппарата, вице-премьер Григоренко. Мы его больше по этой работе оцениваем, но он еще ведет очень важную работу по модернизации городского электрического транспорта. И, надо сказать, вот в первых регионах, 10 пилотных, эта работа выстроена достаточно эффективно. Это первый опыт, но его надо, Михаил Владимирович, распространять на всю страну, потому что регионы самостоятельно не могут модернизировать свой городской электрический транспорт. Это очень емкие проекты, но еще очень важно замена существующего подвижного состава на новый. Отдать должное, за это время у нас ряд предприятий стали производить очень качественную продукцию, трамваи, троллейбусы. Хотелось бы, чтобы они поступили в регионы. Стоимость трамвая от 80 до 100 миллионов рублей. Регионы не потянут самостоятельно эти проекты, поэтому нам надо искать такую возможность, и мы надеемся, что коллега Савельев, министр транспорта, полюбит городской электрический транспорт так же, как он полюбил авиацию и сделал все для того, чтобы у нас компания «Аэрофлот» стала одной из мировых компаний. А вот что касается городского электротранспорта, у нас много старых вагонов, трамваев, троллейбусов. Вот если бы также он поработал в этом направлении, у нас, Михаил Владимирович, просто бы этот вид транспорта, хотя и движется по рельсам, он бы летал. Правильно, коллеги? И у нас много таких проектов, как скоростной трамвай, были реализованы в больших крупных городах. Этого ждут люди. Но без поддержки федеральной не решаем. Поэтому это просьба всех депутатов к вам, к министру и к тем, кто занимается этим проектом. Коллеги, поддерживаете? Болевая точка. На ней останавливаемся. Фракция «Новые люди», Леонов Олег Юрьевич, подготовится Морозову Олег Викторовичу. Спасибо большое. Уважаемый Михаил Владимирович, еще один вопрос про инвестиции. В своем выступлении вы сказали, что правительство рассчитывает на активность внутренних инвесторов. Фракция «Новые люди» считает, что это очень правильно, опираться надо в первую очередь на своих. И мы благодарим правительство за поддержку нашего законопроекта по совершенствованию подходов к инвестиционному налоговому вычету. В России сейчас есть свободный не только корпоративный, но и частный капитал, который можно и нужно использовать как инвестиции. Подскажите, какие еще инструменты планирует использовать правительство для увеличения не только корпоративных, но и вот частных инвестиций в экономику? Спасибо большое.
Спасибо. Ну, говорил я в начале, вот когда отвечал на первый вопрос, что для стимулирования инвестиционной активности мы целую линейку создали инструментария, и мы ее тиражируем последние 3 года особенно активно. Это и ТОРы, это и АЭС, это СЗПК, который очень важен, фабрика проектного финансирования и, наверное, надо сказать отдельно о специальных инвестиционных контрактах. У нас, если говорить по СЗПК, у нас соглашение о защите поощрения капиталовложения, а это снижение риска инвесторов за счет стабилизационной оговорки о неизменности уровня налогов и отраслевого законодательства. Заключено 65 соглашений на 4 триллиона рублей. Это крупнейшие, огромные проекты для всей страны. На 70 позиций мы расширили возможности, это радиоэлектроника, металлургия, медицина, где можно компаниям заключать специальные инвестиционные контракты. Их 75 заключено на сумму 1,6 триллиона рублей. Фабрика проектного финансирования, ВЭБ. Значит, 12 проектов готовых, всего там 27 сегодня, и это аэропортовая структура, энергетическая, логистическая. Стоимость одобренных инвестиционных проектов сегодня 3,8 триллиона рублей. Это все, конечно, незаконченные инструментарии, и они будут использоваться дальше. У нас задача вообще президентом поставлена к 30 году рост инвестиций в ключевых отраслях поднять на 70% и в 2 раза увеличить частные инвестиции в науку. Мы все сделаем для того, чтобы эти инструментарии работали. Еще подумаем и над инвестиционными какими-то поблажками, возможностями в зависимости от работы крупных компаний над государственно значимыми проектами, для того, чтобы все вложение в НИОКРы, в научно-исследовательскую конструкторскую разработку отечественную имело поощрение, ускорим, может быть, амортизацию. Мы подумаем еще вместе с вами о том, как это сделать более качественно. И сегодня, да, кстати, по НИОКРам то же самое поручение было президента, что у нас затраты на российское оборудование НИОКРы уменьшить налоговую базу с коэффициентом 2. И надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы бизнес пошел, но еще и настроение должно быть хорошим, инвестиционный климат, чтобы желание было большое. Кроме всех льгот и всех стимулирующих вещей, должно быть отношение к проектам национального суверенитета, технологического, экономического и финансового, как отношение любви к своей родине. Я надеюсь, что наши именно промышленники, предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие серьезные средства. Спасибо. Михаил Владимирович, вот здесь как раз у нас руководители промышленников, предпринимателей, коллега Шохин Александр Николаевич. Передаст пускай. А вот он, видите, на балконе. Вот. Александр Николаевич, передайте коллегам, что мы ждем мощнейших инвестиций. Председателя правительства послушайте, Александр Николаевич, вот, чтобы потом пыль не глотали некоторые, кто там деньги вывел из страны. Об этом речь идет. Слово предоставляется фракции «Единая Россия». Морозов Олег Юрьевич задаст вопрос. Пожалуйста, подготовиться к Кашину. Уважаемый Михаил Владимирович, Государственная Дума высоко оценивает результаты реформы контрольно-надзорной деятельности, которые по указанию президента проводит правительство. Мы на площадке Думы проводили правительственный час, и все фракции одобрили подходы правительства. Президент в своем послании Федеральному собранию поставил новые задачи на этом направлении. Скажите, в какие сроки правительство предполагает выработать предложение по реализации рискоориентированного подхода? Как вы относитесь к нашей инициативе провести первоначальное обсуждение ваших инициатив и согласовать их на площадке Государственной Думы? И какие перспективы видит правительство в деле внедрения опережающего регулирования и профилактики как инструмента контроля и надзора? Спасибо. Большое спасибо, вопрос очень важный. Но в первую очередь сразу скажу, сроки указаны президентом, это 1 января 2025 года, где мы должны отказаться от мораториев и, соответственно, как бы на проверке и перейти на рискоориентированный подход. И мы ведем вместе с вами как раз сейчас работу по нормотворчеству для того, чтобы в законе закрепить все то, что наработано было с 2020 по 2023 год. И, кстати, принятие закона в 2020 году о контроле велось в тесном взаимодействии с депутатами. Спасибо большое. Мы сместили полностью акцент на профилактику и продолжили развивать рискоориентированный подход. Я очень хорошо это понимаю и по своей предыдущей службе. Это очень важно. У нас сократились проверки в 4 раза
примерно их 1,5 миллиона было в 2019 году, сейчас где-то 350 тысяч. Но дело даже не в каких-то количественных показателях. Дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. Это очень важно. У нас очень много индикаторов риска. Они выросли по 75 видам контроля. И их срабатывает достаточно много. Введена цифровая система управления контрольной деятельностью в онлайне. Все этапы проверок видно. Здесь досудебное обжалование или досудебный аудит – очень важный элемент профилактики, и он работает также во многих подразделениях. Я хочу благодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Здесь надо сказать, что благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на рискоориентированную модель полностью, то есть расширить еще раз необходимое количество индикаторов риска, о чем уже сказали, внедрить соглашение о устранение нарушений вместо каких-то штрафов и многие-многие элементы, которые на сегодняшний день очень важны. И надеюсь, что мы справимся, у нас другого пути нет, уже решения все озвучены. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракция КПРФ Кашину Владимир Иванович. Подготовьте Диденко. Уважаемый Михаил Владимирович, спасибо за оценку высокую крестьянства. Это позволяет нам высказать пару наказов в эпохальный год по 70-летию Целины и 50-летию преобразования Черноземья. И первый наказ в том, чтобы провести эти юбилейные мероприятия на уровне не ниже, чем проводили их при правительстве Черномырдина и Медведева. Второе – добиться безусловного выполнения целевых индикаторов в исходных программах комплексного развития сельских территорий. Это сбережение населения, зарплат, инфраструктура и второй целины. А также выполнить постановление Государственной Думы о нечерноземье, исходя из нашего выездного заседания Совета Думы в Твери. Надеюсь, что в ближайшие годы будут ознаменованы хорошим вложением в АПК средств. Спасибо. Владимир Иванович, ну, коротко, у нас, во-первых, спасибо за позицию. Она системная, ваша фракция по сельскому хозяйству сделала очень много работы. Говорю абсолютно откровенно, мы используем эти наказы в принятии всех решений. И, собственно говоря, результат сам говорит за себя. Здесь с учетом имеющегося резерва у нас общее финансирование, кстати, в 2024 году составит 559 миллиардов рублей. Это по программе, значит, в том числе сельского хозяйства развития. На КРСТ выделили 21 миллиард дополнительно до 2023 года с 2021. В 2024 году уже стоит сумма 68,5 миллиардов рублей. Еще раз, здесь очень все сбалансированно принимается, но мы максимизируем все возможности инвестиций, в том числе на село. В части вовлечения в оборот сельхозземель, что, ну, вы знаете, миллион почти гектар, да, так сказать, земель сельхозназначения вовлекли, на почти 500 000 гидромелиоративные мероприятия, вы об этом говорили. Из разных предложений, которые мы с вами говорили, я уже сказал, что действует самый гибкий набор инструментариев, это меры таможенно-тарифного регулирования, это экспортные пошлины масличные, которые мы в очень непростых условиях вот прям аккуратно вводили, но, Антон Германович знает, мы их потом и растениеводам, и всем остальным отдавали на инвестиции. Мы аккуратно с этим механизмом работали, увеличивая налоговую базу и увеличивая, собственно говоря, заделы на урожай. Здесь Дмитрий Николаевич Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально. Здесь эквотирование экспортного зерна, запрет на вывоз семян рапса, риса, чего там еще, твердое, по-моему, пшеницу. Это и тарифные льготы на импорт. Здесь целый инструментарий работает. Мы очень аккуратно за этим следим. Специальный в КЦ инцидент развернут, где в онлайне мы все эти элементы аккуратно смотрим. Значит, у нас и закупочные интервенции идут для стабилизации цен. Это вы тоже знаете. По производству молока, вы всегда ставили этот вопрос, работает целый, значит, набор мер поддержки. Это прямые субсидии на производителей сырого молока, это гранты, это льготные кредиты на приобретение кормов, техники и, по-моему, ветеринарных препаратов. Все эти элементы, они достаточно, мне кажется,
эффективно работают и создают условия для развития нашего агропрома. Кстати, устойчиво растет производство молока. Мы на встрече с фракциями с вами говорили, много ли это или мало, но 2,5% это рекорд роста. Наконец оно пошло до уровня 33,8 тонн молока. Простите, миллионов тонн молока. Но это неплохой результат. По дальнейшему развитию отрасли все предложенные вами элементы, предложения будут рассмотрены. Спасибо. Михаил Владимирович, это вот тот случай, когда вы скромничаете в оценках. Что касается развития сельского хозяйства, уважаемые коллеги, понятно, что у нас есть конкуренция между фракциями, партиями. И даже вот Владимир Иванович Кашин, будучи академиком, председателем комитета, но все-таки правильно сказать, что впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат. Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. Покупали зерно в Канаде, постоянно то неурожай, то засуха. За колбасой ездили в Москву, пустые полки. Все это было. 90-е годы тоже все это было. И поэтому, когда мы подводим итоги, надо честно признать, результат впечатляющий. И надо вспомнить нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что именно он с первых шагов своего президентства стал уделять внимание вопросам продовольственной безопасности. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая. В прошлом году была проблема с яйцами. Мы поправили. Была небольшая сеть. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. Ну, что в конце концов? Там, где есть результат, надо оценить. Там, где нет, надо разобраться. Вот ближайшее заседание посвятим качеству вопросов подготовки кадров в здравоохранении. Но при этом вопросы к Фалькову. И будем критиковать Мурашко за скромность. Почему он настоятельно не ставит эти вопросы? Коллеги, переходим к следующей теме. Ее у нас озвучит Диденко Алексей Николаевич, фракция ЛДПР, подготовится Лантратовой. Уважаемый Михаил Владимирович, с первого дня своего создания ЛДПР заявил о необходимости создания справедливых условий для развития всех регионов, малых, средних городов и русской деревни. Однако фракция вынуждена отметить, что в действующей стратегии пространственного развития до 2025 года не удалось сформировать эффективный механизм сбалансированного развития не только крупных и крупнейших агломераций, в пользу которых сделан упор в стратегии, но и малых, средних городов, сельских агломераций и опорных населенных пунктов. Мы полагаем, что цель стратегии – это связать воедино социально-экономическое пространство всей страны, не только агломерации. Особое внимание уделить районам Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и воссоединенным субъектам. В этой связи считаете ли вы необходимым скорректировать концептуально стратегию пространственного развития и сбалансировать возможности развития не только крупных, крупнейших агломераций, но и малых и средних городов, сельских территорий и опорных населенных пунктов? За вопрос очень важный. Ну, поскольку мы отмечаем работу наших вице-премьеров, сразу скажу, этим постоянно занимается Марат Шакирджанович-Хуснуллин. Эффективнейшим образом. Облетал тоже всю страну. Стратегия пространственного развития, вы знаете, сегодня у нас действующая. Мы отобрали 1800 опорных населенных пунктов. Кстати, Минсельхоз, Дмитрий Николаевич, все коллеги, Минтранс, Виталий Геннадьевич, все занимаются этим вопросом. Это такого своего рода каркас нашей страны, и для них регионами разрабатываются долгосрочные планы развития. Мы, конечно, понимаем, что большинство из них войдет в часть программы развития 2000 населенных пунктов, о которой президент подробно говорил в послании. Реализация, кстати, КРСТ охватила, сколько у нас, 12 миллионов человек в 10 тысячах населенных пунктах, и с 2020 года были очень серьезные результаты. Где-то 3,8 тысяч социальных объектов было обновлено. Обновлено 1500 километров дорог.
12 тысяч проектов благоустройства реализовано, введено и приобретено 8,8 миллиона квадратных метров жилья, а всего создано около 95 тысяч рабочих мест. Серьезные результаты. Поддержка, которую оказали моногородам, позволила диверсифицировать их экономику, выделили более 30 миллиардов рублей федеральных средств, привлекли где-то 224 миллиарда инвестиций и создали 34 тысячи рабочих мест. Цифры очень серьезные. Ну и вот конкурс, я говорил о конкурсе, всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. Я сам на финалы приезжаю. Во Владивостоке был сейчас. Слушайте, это потрясающе. Ребята, молодые архитекторы со всей страны. Я вот говорил, началось все для меня с Магадана, когда девочка, она победила в конкурсе, придумала покрасить красивый маяк и сделать набережную. Но вы не представляете, что там. Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому. А почему вы извиняетесь? Ну, может быть, кто-то хотел съездить Магадан точка роста. в Арктику или, так сказать, И на Кавказ. Магадан отказался вообще от всех тех, кто плохо себя ведет и какие-то правонарушения совершает. В рамках этого конкурса реализовано 700 проектов. И это очень важно. У нас еще 300 проектов победителей будет реализовано. Мы 20 миллиардов, Марат Шакирзянович, сейчас сколько? 20 миллиардов сегодня по поручению президента мы увеличивали последовательно уже в 4 раза сумму, которую мы распределяем на это. Но и страна по-другому, вот эти замечательные элементы нашей культуры, нашего исторического богатства, которые в малых городах делаются, это здорово. И правительством сейчас ведется работа по актуализации стратегии пространственного развития, мастер-планирования, если хотите, и точки роста будут определяться. Но это нельзя сделать без очень многих элементов. Без стратегии внешнеэкономического развития, без понимания четкого нашей макроэкономической ситуации и наличия средств для инвестиций, это важно очень, макробюджета своего, мы ведем эту работу аккуратно. У нас НСПД, Национальная система пространственных данных, создана. 25 декабря, если кто-то не заметил, она в промышленную эксплуатацию включена. Я всем руководителям регионов и всем уважаемым депутатам советую посмотреть, как это сделано. Это фактически база для государственного планирования развития. Это и топосъемка, ортофотопланы, это и соответствующая инфраструктура, это коммуникации, земельные участки, здания, сооружения. Дальше это правовые режимы, это субъекты права, которые владеют этими объектами недвижимости, и все правовые режимы. От сервитутов до права собственности. Здесь можно, планируя что-то делать и строить, аккуратным образом посмотреть на то, где вы можете пересекаться с каким-то другим интересом, с красными линиями, с ограничениями. Спасибо за вопрос. Это важнейший элемент развития страны, и мы продолжим работать над стратегией пространственного развития. Спасибо. Николаевич, ну давайте поблагодарим Хуснуллина. Да. Есть за что, коллеги. 110 миллионов квадратных метров жилья, вернее 110,4. Его напор, настойчивость, терпение. Ведь фактически с нуля начинал, формируя правовую основу. Мы вместе работали. Из регионов не вылазит. Но Марат Шакирзянович Росреестр курирует. Как раз НСПД это и... Тем более. А он тоже скромно. Некоторые говорят, не всегда. А как вы хотите? Это строительство. Это достижение целей. Поэтому для каждого разговора свои эмоции, свои аргументы. Но сейчас-то, посмотрите, вот он скромно вложен, незаметно, можно даже сказать. А 110 миллионов, вот наши коллеги, представители КПРФ, вспомните, не было таких результатов за все годы советской власти. А мы сейчас выходим на них. При более 19 тысяч санкций в отношении нашей страны. Попробуйте. Геннадий Андреевич, мы все точки роста советской власти должны брать за основу и дальше двигаться. Об этом речь идет. Вы правильно всегда говорили правильно. Я здесь двумя руками вас поддерживаю. Когда показывали нам о прошлых успехах и говорили, почему сейчас не можем. Вот мы сейчас наконец-то
смогли, и есть о чем говорить. И вам спасибо за эту критику. Она носила конструктивный характер. Об этом речь идет. Потому что мы всегда сомневались, а можем ли мы так, как наши отцы и деды? Оказывается, да. И Хуснуллин, Патрушев, Мантуров, они многое сделали для этого. Мы должны, подводя итоги, не за год, а больше, как сказал Михаил Владимирович, в первую очередь сказать и о людях. А когда мы забываем, размываем, а на самом деле роль личности очень большая. И вы об этом всегда говорите. Страна должна знать своих героев, коллеги. Так? Михаил Владимирович скромничает, он правильно, он не может хвалить. Коллеги, слово предоставляется фракции «Справедливая Россия за правду» Лантратовой Яны Валерьевны. Подготовиться Демину. Уважаемый Михаил Владимирович, к началу специальной военной операции свыше 35% лекарственных препаратов были импортными, и порядка 80% субстанций, из которых изготавливались лекарственные, отечественные препараты, завозились из-за рубежа. Это была серьезной угрозой отечественной системы здравоохранения. Сейчас очень многое поменялось, вы об этом сказали. Как сегодня обстоят дела с обеспечением российских граждан жизненно важными лекарственными препаратами? Как обстоят дела с собственным производством лекарств с учетом ушедших компаний из недружественных стран с рынка и осложнением логистики для тех, кто работает? И главное, контролем за ценами на ключевые лекарства. И большое спасибо за такую масштабную работу, которую вы проводите в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое. Яна Валерьевна, хороший очень вопрос, очень важный. У нас ЖНВП включает 815 наименований наших международных непатентованных названий. Его расширили на 73 позиции за крайние 4 года, и они необходимы для оказания медпомощи, а это свыше 5000 разных торговых наименований. То есть такая большая палитра всего. И хочу вам сказать, что 660 из них, это международно непатентованные названия, 81% от всех производится в России. Их выпускают 258 предприятий, и за 4 года, с учетом вот тех самых коронавирусных лет, открыто было 30 новых фармпроизводств. Серьезнейшие, масштабнейшие инвестиции туда пошли. Для дальнейшего производства разработана была дорожная карта. Уже у нас выведено на рынок около 34 новых лекарств и 13 оригинальных, которых в мире из ЖНВП не производится вообще. Это тоже очень важное достижение, их многие не видят. Сейчас Минпромторг их вводит вместе с Министерством здравоохранения в оборот. У нас вообще отечественное лекарство производится на 7,2% больше в 2023, чем предыдущий год. Это тоже очень большие цифры, драйверы роста ВВП. По ценам, на предельные цены, естественно, у нас регистрируются Минздравом, значит, соответствующие цены, выше которых нельзя ничего делать. Михаил Альбертович блестящий здесь профессионал. Он Росздравнадзор 7 лет возглавлял, использует все инструменты, включая ККТ онлайн в налоговой. То есть там у него не пролетит ничего. И сейчас я знаю, что он продолжает серьезно этим заниматься. У нас контроль за ценами ФАС осуществляет, но я еще раз скажу, что здесь мы не видим каких-то нарушений. Но, во всяком случае, это мгновенно, так сказать, фиксируется. Ежемесячно у нас в правительство отчет Росздравнадзор дает по анализу цен. Они в пределах 4,4, да, Михаил Альбертович, росли. Это пределы инфляции, ниже. То есть цены не выросли. Для недопущения дефицита мы сделали специальный информационный ресурс. Честно, это все еще в 2020-2021 году сделано было во время пандемии. Витрина данных, которая отслеживает наличие лекарств во всех медаптеках. Она стала информационным порталом, которым пользуется огромное количество сайтов. Вы сейчас посмотрите, сейчас по аптекам лекарства все автоматизировано. Вы сразу можете найти 20-30 адресов и по ценам их сравнить. Это все стало огромным
таким результатом работы наших коллег. Татьяна Алексеевна, Михаил Бедович этим занимаются постоянно. И, значит, критерии рисков сейчас определены. Я сразу скажу, что по дефектуре остатки, если меньше, чем на 3 месяца и снижение водооборота более 20%, все, мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завести, либо смотрим у себя, как увеличить объем производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще все эти 3 вопроса, производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены, это такой особый контроль правительства. Спасибо. Михаил Иванович, спасибо, но вот одна тема, которую мы также с вами обсуждали, она требует отдельного контроля и постоянного мониторинга и внимания. Это вопрос дефицита кадров врачей и среднемедицинского персонала. Нам здесь надо совместно выработать решения, которые позволят как можно быстрее эту проблему решить. У нас дефицит в районных ЦРБ устойчивого порядка 50%, а если брать сельские больницы, еще больше. Поэтому мы надеемся, если вы поддержите вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, она специалист высочайшего уровня, давайте создадим, может быть, специально рабочую группу для решения этой задачи. И со своей стороны постараемся оказать всю возможную помощь правительству в плане законодательного обеспечения решения этой проблемы, с тем, чтобы у нас врачи пошли в профессию, потому что на сегодняшний день есть большие проблемы с этим. Поддержите, пожалуйста, Михаил. Конечно, Александр, мы вчера подробно говорили с вами, причем детально все обсудили. Конечно, это очень важно. Спасибо. Поддерживаете, конечно. Да? Уважаемые коллеги, поблагодарим. Мы об этом тоже многократно говорили. И надеемся, Татьяна Алексеевна с большим удовольствием вместе с Думой этой работой займется, потому что мы здесь должны объединить и возможности, и консолидироваться. Пожалуйста, фракция «Новые люди», Демин Александр Вячеславович, подготовится Морозову Сергею Ивановичу. Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. Президент в своем послании Федеральному собранию отметил, что в предстоящие 6 лет необходимо, чтобы доход на одного сотрудника, занятого в секторе МСП, увеличился быстрее темпов ВВП. Это значит, что должны расти эффективность этого бизнеса, его качественные показатели. В связи с этим вопрос, какие инструменты видит правительство для достижения указанной цели? Для МСП вся линейка известна. Андрей Иванович Белоусов занимается этим системно. В целях предоставления МСП льготных помещений, у нас 45, по-моему, было уже введено в строй, еще 17 парков. Это технопарки, промпарки, бизнес-парки. К 30 году еще 100 таких площадок создадим. Дальше по центрам «Мой бизнес» их 430 в регионах 88 создано. И самое главное, сделана простая цифровая платформа МСП РФ, где в онлайн-формате абсолютно все можно получить. Что нужно МСП в основном? Это информация о дешевой аренде, это льготные кредиты, это участие в крупных, в том числе проектах через компании крупные, государственные, где есть спрос, где есть на их продукцию. Ну и, конечно, возможности минимизировать свои издержки, административную нагрузку. Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП РФ. Мы помогаем также выходу МСП на мировые рынки. Вы знаете, у нас где-то контракты заключили они на $7,5 миллиардов. Это делают наши коллеги РЭЦ. Для финансовой помощи на каждом этапе жизненного цикла и жизни МСП применяется линейка финансовых средств, инструментов. Это в первую очередь кредиты, гарантии, микрозаймы, гранты и другие вещи. Скажу сразу, Юлия Александровна Набиуллина, она и как эксперт, несмотря на то, что возглавляет Банк России, помогала нам в выработке этих решений. Банк России сделал много инструментов, мы особенно в пандемии их поддержали. В целом все наши элементы, связанные с МСП, достаточно хорошо оцениваются, в том числе и сообществом. И мы постоянно с опорой России работаем с небольшими предприятиями. Вы знаете, что
президент в послании поручил нам для МСП создать механизм плавного перехода с упрощенки на общий режим налогообложения. Подумаем, как это мягко сделать. И в целом системные приоритеты развития МСП – это адаптация программ льготного финансирования к изменяющимся макроэкономическим условиям, повышение возможности их выживаемости в первом годе жизни, повышение концентрации МСП в промышленном секторе. Думаем сейчас о режимах разных. Да? Если хотите, что самое важное, это выстраивание доверительной среды с ними общения, это все в сфере нашего внимания. Это очень важно. Ну и я надеюсь, что мы общими усилиями, вот именно понимая это, выведем на новую основу возможности использования МСП в достижении промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета страны. Это очень важно. Как-то так. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции «Единая Россия» Морозову Сергею Ивановичу. Подготовится Дмитриева Оксана Генриховна. Уважаемый Михаил Владимирович, предлагаю еще раз вернуться к региональному развитию. Спасибо вам, что правительство много внимания уделяет региональному развитию, что вы лично регулярно выезжаете в регионы, что, как вы вот только что сказали, закрепили своих заместителей в качестве кураторов. Вместе с тем, вот мы все здесь представляем регионы, и проблем там более чем предостаточно. В послании Федеральному собранию наш президент упомянул, что сейчас 10 субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я напомню, что он поручил нам всем продлить действие данных программ еще на 6 лет. Михаил Владимирович, очень бы хотелось услышать вашу оценку эффективности этих программ. Сохранится ли или изменится перечень этих регионов? Для нас это очень важно. Спасибо. Спасибо. Вопрос важнейший. Вячеслав Викторович и Валентина Ивановна, в свое время, я помню прекрасно, меня ориентировали на эту программу еще в начале нашей работы. У нас действительно 10 показателей, я прекрасно их знаю, наизусть знаю. Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Мэрия Эл, Чувашия, Тыва, Алтайский край, Курган и Псков, да, Псковская область. Правильно. Все эти регионы я лично посетил сразу же. По-моему, в первый год, в 2020-2021 году, мы посмотрели на все. Абсолютно понятно, по каким критериям мы работаем с ними. Каждый год, да, еще и миллиард выделяем ежегодно. Механизм эффективен. В среднем что произошло? По этим регионам снизилась безработица в 2,5 раза. И это выше, чем темп среднероссийского снижения. По регионам 1,5%, 0,6%, по-моему, по стране был. Внебюджетных инвестиций на 104 миллиарда привлекли. На рубль бюджетных инвестиций получилось 2,5 рубля вне бюджетки. Ну это же здорово. Это самое важное, инвестиции в эти регионы. Поддержали мы 1000 инвестиционных проектов. И сейчас действительно по поручениям президента работаем над продлением программы. Сразу скажу, есть там изменения. Не буду говорить, потому что мы буквально завтра-послезавтра президенту будем докладывать, предлагать 10 новых регионов. Там все критерии прозрачны. Ничего тут секретов нет. И вам, конечно же, сразу же сообщим об этом. Регионы, уверен, которые покинут список их, наоборот, программа сработала, это хорошо, положительно сложилось для них. Они продолжат уверенно, эффективно работать, а отстающим обязательно продолжим помогать. Спасибо. Михаил Владимирович, вот в этой связи, учитывая, что инициатива по этой программе принадлежит Государственной Думе, в ходе обсуждения бюджета она прозвучала, надо высказать слова благодарности министру финансов, потому что отдать должное, Антон Германович, он при всей сложности ситуации слышит, работает с парламентом, терпит, и у него серьезно укрепился состав заместителей, они более профессиональные, чем ранее были. Они как-то сопереживают, потому что то, что до этого были там тоже специалисты, но они как-то меньше обращали внимание на обращение граждан, на проблемы, которые ставятся. И когда мы говорим вот об этих 10 регионах, конечно, наша цель их вывести из проблемной зоны. И вот именно эта программа, она имеет целевой характер, должна решить эту задачу. Но я хотел бы, чтобы мы поблагодарили коллеги Антона Германовича, потому что очень непростой, тяжелый участок работы. И когда председатель правительства говорил о результатах, 3,6% рост внутреннего валового продукта, при том, что мы с вами видим
еврозона практически находится на уровне стагнации, а такие экономики, как Германия, снижают свою эффективность, у них минус, это результат грамотной работы, в том числе Минфина. Мы раньше всегда критиковали Минфин, но сейчас вот то время, когда надо отметить результаты. Слово предоставляется независимому депутату Оксане Генриховне Дмитриевой. У нее сегодня день рождения, но она вот с нами здесь в зале. И Михаил Владимирович сейчас будет задавать вопрос. Пожалуйста, Оксана Генриховна. Спасибо большое, Вячеслав Викторович. Уважаемый Михаил Владимирович, бюджетное правило формирования ФНБ в течение многих лет выступало искусственным тормозом экономического роста, сформировало залоговую массу для помощи нашим врагам. Накопленный дефицит за 24 года 8 триллионов рублей, а прирост долга, ну, собственно говоря, для его покрытия должен был 21 триллион. Деньги занимали под высокие проценты для того, чтобы вложить в ФНБ под низкие. В итоге расходы на обслуживание долга за этот же период в 5 раз превышают доходы от размещения средств ФНБ. Михаил Владимирович, вы преуспели в деле возвращения здравого смысла в экономическую политику. Ну вот надо покончить и с этим абсурдом. Спасибо. Оксана Георгиевна, спасибо. Знаю, что у вас сегодня день рождения. Поздравил вам и послал вам поздравления. И хочу пожелать вам всего самого доброго. И, конечно, еще и служения на благо страны, как вы это делаете. Да, расходы на обслуживание госдолга выросли. По большей части это обусловлено-то не ростом объема госдолга, а ростом стоимости займов. Ситуация-то изменилась. Доходность десятилетних АФЗ сегодня с 2021 года она выросла почти вдвое, 13 там, с копейками процентов, и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт, как очевидно, ведет к росту расходов на обслуживание на ну, порядка, чтобы не ошибиться, 150 где-то миллиардов рублей в год. Это то, что мне Минфин говорил. Так, Антон Германович? Порядок такой. Но, соответственно, ФНБ, это же подушка безопасности, мы всегда это говорим. Его цель – надежно сохранять и инвестировать в развитие, а не увеличивать доходы от бумажных инвестиций. Именно он нужен для развития реального сектора, там, где не работают рыночные механизмы, там, где нужны технологически сложные проекты. Мы так к нему относимся. И мы их вкладываем в инфраструктурные проекты, либо хеджируем риски. Ну вот у нас 1,9, Антон Геннадьевич, сколько у нас было? 1,9, когда была ситуация непростая, хотя, вы знаете, мы минимизировали падение на 1,1% всего. ВВП упал при 2022 годе, когда нам, сколько нам, 25, 22, 18, 16, 12, 8, 4 минус, оказалось 1%. И ФНБ нас спас, в том числе. Это очень важно. И правительство мы чем занимаемся? Мы расширяем возможности использования средств ФНБ для инфраструктурных проектов, и мы сняли практически все ограничения в части управления средствами ФНБ. Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы и 2009 года, и 2014, и 2020. Они нам помогают и сегодня. И объем ФНБ, да, он снизился с 13,9 триллионов до 12, по-моему, сколько сейчас, 12%? Это 6,8, почти 7%. То есть мы все равно аккуратны. Мы сохраняем его и крайне аккуратно к нему относимся. И самое главное, что тратим его, как я уже сказал, на очень непростые проекты. Это развитие нашей логистики, железнодорожной инфраструктуры, центрального транспортного узла, это воздушные суда наши и многие-многие элементы. Нельзя, конечно, отказываться от госзаимствований, нельзя. Долг – это актив, это всем известно, и надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. И текущий безопасный уровень госдолга у нас где-то 17%. Ну, посмотрите на наших, в кавычках, или бывших партнеров, или партнеров сегодняшних, там все совершенно по-другому обстоит. Это и касается предложения отказаться от бюджетного правила накопления ФНБ. Это значит, мы откажемся от резервов, так делать нельзя. Значит, это уже было в 90-е годы, когда жили в надежде на то, что
Ну, я говорю, как есть, простите, простыми словами, что Запад не бросит, поможет. Сегодня, надеюсь, ни у кого нет никаких иллюзий, и рассчитывать нам нужно только на себя. Но вопрос спасибо, мы стараемся все это сделать аккуратно. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции КПРФ Афонину Юрию Вячеславовичу. Пожалуйста, Юрий Вячеславович, подготовиться к Кошелеву. Уважаемый Михаил Владимирович, после разрушения Советского Союза и реставрации капитализма государство фактически разрешило бизнесу регистрировать предприятия за рубежом, что привело к уходу от справедливого налогообложения. То есть страна фактически отказалась самостоятельно от большой части налоговых поступлений от экономики. Мы, коммунисты, всегда говорили о том, что предприятия должны платить налоги там, где они находятся и работают. Однако даже после начала специальной военной операции тысячи предприятий, зарегистрированные, платят налоги за рубежом. Экономика, бюджет не получает триллионы рублей, и на самом деле все это обескровливает нашу экономическую систему, так же, как и утечка капитала. Собирается ли правительство покончить с порочной практикой регистрации российских предприятий за рубежом, а также какие меры предпринимает правительство по возвращению из офшоров российских? Юрий Александрович, спасибо. Важнейший вопрос. Давайте первое, что скажем сами себе. Но мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нам нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя. Да и недружественные страны, если вдруг кто-то захочет. Но есть разные люди. Есть принципиально люди, которые готовы из страны недружественной работать с Россией. Ну что, мы закроем для них возможности эти? Нет. То, что касается российских предприятий, промышленников и так далее. Конечно, я полный сторонник для того, чтобы они регистрировались и платили налоги здесь, по месту нахождения их предприятий, чтобы города цвели там, где эти предприятия работают, социальная сфера цвела. Конечно. Но все эти элементы достаточно сложно реализовать в комплексе, чтобы это было, ну, грубо говоря, так вот линейно. Первое – это соглашение, инструмент основной – это соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными нам странами. Мы их все денонсировали. Но, понятно, да, денонсировать такие соглашения без оглядки на интересы наших компаний, интересы страны мы, конечно, не можем полностью. По недружественным странам поработали. Мы же не можем разорвать взаимодействие с нашими стратегическими партнерами, за счет чего, в том числе и диверсифицируясь, мы сегодня сохранили темп развития. С Китаем, с Индией, с другими странами. Также мы максимально упростили все элементы, процедуры для того, чтобы возвращать средства из недружественных государств из офшоров в Россию. Но самое главное, мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали, 2 компании было, 10, 12. Сегодня 396 компаний ушли в САРы. Это Калининград и остров Русский. Что там хорошего? Это наши внутренние специальные созданные зоны для накопления инвестиций. Но инвестиции, чтобы вкладывать их в свою страну. И сегодня бизнес полностью поддержал все элементы, в том числе и предоставленные преференциальные льготы и прочее, для этих специальных административных районов. Этот механизм мы постоянно совершенствуем. С этого года мы предусмотрели не только возможность редомицеляции туда, что делают многие, а потому что у многих и не остается других вариантов, да, после санкций, которые ввели, но и также инкорпорации, то есть создание компании там в зоне САРа. Это очень важный элемент. Это позволит компаниям, которые создаются в зоне специального административного района, выступить в качестве держателя различных активов, акций у нас в России, понятно, да? И это также и способ привлечения новых инвестиций, укрепления экономических связей и по запретам. Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем. Хочу на эту тему высказаться. Но это очень важно. Это способ привлечения инвестиций, укрепления экономических связей. Это очень важный элемент. И это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику. Абсолютно право. С ними будем бороться, и как раз нам помогут и соответствующие соглашения о двойных обменах,
обменах с государствами, которые к нам настроены дружественно. Но я еще раз скажу, что самое главное, чтобы еще бизнес имел все условия, конкурентные условия для работы с нами, для работы в Российской Федерации, и САР отвечает почти на все вопросы. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции ЛДПР Кошелеву Владимиру Алексеевичу. Подготовиться к Гартунгу Валерию Карловичу. Добрый день, Михаил Владимирович. Освобожденные от врага регионы России нуждаются в модернизации существующей и строительстве новой современной медицинской и реабилитационной инфраструктуры. Для восстановления здоровья наших военнослужащих, сражающихся в зоне СВО, и в том числе мирных жителей, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Михаил Владимирович, подскажите, пожалуйста, какую поддержку новым регионам в этом направлении оказывает правительство Российской Федерации сейчас и что планируется сделать в будущем? Да, спасибо. Огромную поддержку. Медицинская реабилитация для всех жителей новых субъектов, включая участников СВО и их семей, она сейчас производится, если вы знаете, в Мариупольском многофункциональном центре ФМБА, который был сделан и построен на средства федерального бюджета. Великолепный центр. Мне и Вероника Скворцова докладывала, Марат Шакирзянович, коллеги, кто занимался этим. Он открыт был в январе, да? Марат Шакирзянович, в январе открыли его. Построен на средства, как я уже сказал, федерального бюджета. В нем уже реабилитацию, вот уже только начали работать, там, по-моему, 150-200 человек получили. До конца года 3000 уже, я знаю, что есть план. Во втором полугодии 2025 года мы планируем открыть еще одно стационарное отделение. В январе 2024 года запустили также Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Там до 7000 человек ежегодно будут обеспечены средствами реабилитации. По субсидии, да, для оказания помощи жителям ДНР в 2024 году субсидия была для оснащения региональных организаций революционным медицинским оборудованием. Энергодар в Запорожье. Там жители прикрепили к центру. В ФМБА огромный классный центр был. Тоже мне когда доложили и показали, мы приняли решение, что у нас там организован стационар на 280 коек и единая поликлиника. Там медицинская реабилитация, в том числе для жителей Энергодара и близлежащих всех пунктов и так далее. Около 2,8 тысяч человек получили на сегодняшний день пациентов эти услуги. Мы будем продолжать это развивать. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции «Справедливая Россия за правду» Гартунгу Валерию Карловичу. Подготовиться Ткачеву. Уважаемый Михаил Владимирович, вашему правительству, конечно, досталось как никакому другому, потому что сначала была пандемия, потом санкции. Но, тем не менее, вы создали в сложнейших экономических условиях целый набор инструментов по поддержке отраслей, создающих продукцию с максимальной добавленной стоимостью и формирующих, обеспечивающих технологический суверенитет страны. И, конечно же, за это хотелось бы поблагодарить прежде всего вашего заместителя Дениса Валентиновича Мантурова и все его министерство Минпромторг. Это уже дало эффект, и мы видим двузначные темпы роста этих отраслей. Сегодня вы об этом с гордостью говорили, действительно есть чем гордиться. Но задачи, поставленные президентом в послании, они гораздо шире, и они требуют расширения и масштабирования этих мер поддержки. Как правительство планирует решать эти задачи? Спасибо. Спасибо. Важнейшее направление все. Вам спасибо за внимание к этой сфере. Мы в первую очередь сформировали в трудах 11 мегапроектов, работа по которым будет продолжена. Наш в этом смысле технологический суверенитет просто впрямую от этого зависит. Это и станки, и микроэлектроника, и новые материалы, это самолеты, это морские речные суда, это технологии сбережения здоровья, это беспилотники наши, это атомная отрасль, это космическая отрасль и многие другие. Но я приводил сегодня пример, скажу еще раз про программу развития. Важнейшая программа станкоинструментальной отрасли. И, конечно, робототехники, она там. На нее предусмотрено до 30 года уже 303 миллиарда рублей. Но я поделюсь сейчас с депутатами откровенностью. Антон Германович знает, когда мы готовили бюджет, я впервые, наверное, сказал, что я не подпишу бюджет, если мы не заложим туда до конца средства, а мы стратегировали 2 раза, по 5 часов сидели и собирали всю страну, тех, кто
сегодня лидеры нашей станкоинструментальной отрасли, робототехники, ученых, производственников. И мы сделали этот проект, нашли средства. Здесь, Антон Георгиевич, спасибо, потому что это было непросто, но тяжело, везде средства нужны. 303 миллиарда до 30 года там уже есть. Значит, что это позволит нам сделать? В первую очередь, конкретно там все. Создать и модернизировать 72 новых завода. Далее это увеличить объем производства станков в 2 раза, 30 тысяч в год. По роботизации, вы знаете цифру, войти в 25 стран по количеству промышленных роботов. Освоить выпуск более 500 новых номенклатурных позиций. Это высокотехнологичные станки, это крупногабаритка, прецизионная шлифовка, гибридная обработка металлов, это наши композиты. В общем-то, это все то, что, ну, простите, уходило. Потому что там без слез на индустрию нельзя было смотреть. Я случайно находился в регионе, встретил отца своей одноклассницы, который работал в новых материалах, делал специальные инструментарии новые. Он мне рассказал такое, все почти уехали, кто за рубеж, кто перестал. Завод его, где он работал, Денис Валентинович, помните, да? Его отдали под, простите, аренду торговых площадей. Вот я поехал, Мантурову позвал, ему уже под 90 лет, мы прям с ним вместе, я не знаю, не хочу называть фамилию, просто это люди какие-то случайно встретившиеся, но близкие люди. И мы восстановили направление, связанное с новыми материалами, там людей по крупицам собирали, все очень пожилые уже были, те, кто специалисты были. Сейчас восстанавливаем специальность, по крупицам создаем, в том числе и стимулы для того, чтобы в эту специальность люди шли. Здесь очень много чего делать надо. Теперь по поводу общесистемных мер. Я их перечислю, я их прекрасно знаю. Кластерная инвестиционная платформа. Специально ее сделали для приоритетных направлений, для длинных денег. Без длинных денег там без 5-7 лет делать нечего. Сделали, создали. Дальше. Льготный кредит на производство приоритетной продукции. Все, у Дениса Валентиновича есть по планам. Тут вопрос, хватило бы доходов. Доходов бы хватило, да? Дальше это промышленная ипотека, обратный инжиниринг. Это льготные займы и ФРП, Фонд развития промышленности, который аккуратно поддерживает все производства, в том числе и по автокомпонентам. Это важнейшее направление. Но нет у нас автомобильной индустрии, которая полностью нас бы удовлетворила. Поддержка неокров, скидки на специальные пилотные партии. Стимулировать тех, кто приобретает, потому что нельзя продать то, что только-только сделали. Нам скажут сразу, в Китае лучше. Ну и зачем покупать? Поэтому надо заинтересовывать соответствующими разницами в стоимости, возможностями обслуживания, в сервисной инфраструктуре. Все эти элементы сегодня мы стараемся воспроизвести и аккуратно планируем, как это сделать. По поручению президента, вы знаете, у нас с 25 по 30 год предусмотрено выделение средств на неокры для того, чтобы промышленную ипотеку, развивать, и на промку, на ипотеку и научно-исследовательскую конструкцию работы, Денис, 120 миллиардов? 120 миллиардов заложено. На докапитализацию ФРП 300 миллиардов. Еще раз, ФРП стимулирует, это не прямые деньги, да, это поддержка кредитования. Мы все в этом смысле заинтересованы, чтобы длинные программы модернизации до конца докручивались именно этими инвестициями. Спасибо за поддержку, я заканчиваю. На развитие критической инфраструктуры 200 миллиардов. И без сомнения, только так вместе можно изменить, если хотите, качество нашей экономики, сделать производство выгодными для своей страны, чтобы они действительно были с себестоимостью низкой, чтобы можно было на это зарабатывать и максимум туда привлечь наших, в том числе и предпринимателей, чтобы они всячески поощряли свое собственное производство. Спасибо. Пожалуйста, Ткачев Антон Олегович. Новые люди. Подготовить Царевенко Евгений Васильевич. Уважаемый Михаил Владимирович, большое спасибо вам лично и правительству за внимание и мерам поддержки развития, особенно внутреннего туризма и туристической отрасли в России в целом. Сегодня, к сожалению, в ряде субъектов Российской Федерации спрос все-таки превышает предложение по понятным экономическим законам. Иногда инфраструктура особенно становится дороже для потребителя. И, соответственно, вопрос, касающийся об участии малого и среднего бизнеса в создании той самой туристической инфраструктуры, планируется правительством принять меры для увеличения доли участия МСП в проектах по созданию туристической инфраструктуры в том же формате ГЧП для поддержки того же малого и среднего бизнеса. Спасибо. Обязательно. Малый и средний бизнес – основа для туризма. Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут
и чего-то заработать, да, сказать, и показать свой край для людей. Это, наверное, такое самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое можно в нынешних особенных условиях предложить. И что здесь очень важно, что туризм и развитие туризма имеет самый большой мультипликационный эффект на экономику. 5 раз примерно. Он создает смежные отрасли. Дорога, сервис, услуги какие-то, продажа напитков, транспорт, все вокруг растет. МСП здесь очень активно участвует. В туризме, в частности, в сфере гостиничного бизнеса. 95 миллиардов кредиты по МСП, которые привлекли, были в прошлом году. В 3 раза увеличились по сравнению с 2022 годом. Идет мощнейший приток инвестиций в эту сферу. Да и люди хотят отдыхать в своей стране. Такого, благодаря приросту, удалось добиться по поддержке в рамках национального проекта. У нас этим также Андрей Рамович занимается. У нас где-то привлечено 24 миллиарда было в МСП, да, в строительство. То есть у нас рост 2 раза по сравнению с 2022 годом. Каждый 4-й кредитный рубль привлечен с помощью механизмов государственной поддержки. И здесь инвесткредиты были льготные. У нас корпорация МСП по ставкам в 3-4 раза ниже рыночного дает такие средства. За счет программы финансирования у нас 12 миллиардов было привлечено. Сейчас потихонечку мы делаем, в том числе, да не потихонечку, уже сильно, программу зонтичных поручительств с вебом. Это позволит до конца 2024 года еще 30 миллиардов дополнительно привлечь. Ну, много-много программ идет. Я еще раз повторю, что благодарю всех. Здесь Дмитрий Николаевич Чернышенко очень активно занимается этим направлением. Но когда будут результаты конечные, мы обязательно отреагируем. Промежуточные тоже отмечаем. Но все-таки, Михаил Владимирович, надо вот, когда есть зерно, его можно ценить. Есть метры квадратные жилья, их можно ценить. А здесь мы в начале пути. И, надо сказать, у Чернышенко получается, но хотелось бы, чтобы был результат. Результат, ну, я не имею права в Думе так сказать, но результат хоть и промежуточный, но есть. Но это уже такая тенденция. Оценка. Это уже тенденция. Да, это уже тенденция. Михаил Владимирович, следующий вопрос. Коллеги, обращаю ваше внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят, задумайтесь. Что касается самореализации в политике. Те, кто уходит из зала, те, кто уходит вот, в режим видеоконференц-связи, смотрят отчет правительства, должны понимать, правительство работает практически круглосуточно, а если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать, обсудить, то, коллеги, особенно в сегодняшнее время, тогда надо задуматься, там ли ты и чем ли ты должен заниматься. Поэтому это тоже вот к слову, потому что покажите, пожалуйста, регионы в режиме видеоконференц-связи. Есть у нас такая возможность? Так, поближе, чтобы мы могли увидеть. Приветствуем вас. Вот председатель правительства приветствует, коллеги. Всех, кто нас смотрит. И всех, кто ушел, и всех, кто остался. Ну, Михаил Владимирович, вы большой гуманист по поводу тех, кто ушел. Тех, кто ушел, он может потом не переизбраться. Люди же тоже это все видят и понимают. А те, кто остался, у них шанс хороший есть, так же, как и в нашем зале. Начинали, когда было 430 депутатов. Сейчас, наверное, кто-то отошел передохнуть. Вот. Слово предоставляется Ревенко Евгению Васильевичу. Подготовиться Новику.
Спасибо, Вячеслав Викторович. Добрый день, Михаил Владимирович. Речь об НКО. Все больше наших граждан посвящают себе общественно полезной деятельности. Это благородное дело, которое не приносит прибыли, но оно значимо для таких сфер, как помощь обездоленным, благотворительность, спорт, культура, ну и так далее. И количество таких НКО у нас постоянно растет. У гражданского общества в России огромный потенциал. И государство должно, и мы знаем, системно работает над созданием условий, чтобы добровольчество поощрялось и развивалось. Президент в рамках своего послания заявил о необходимости поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые помогают пожилым и больным людям, детям, инвалидам. И вот в связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, что правительством сделано уже для помощи таким организациям? И есть ли планы по расширению мер поддержки? Это достаточно серьезный вопрос, который волнует огромное количество людей. Абсолютно. Я хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить всех участников НКО, волонтеров наших, которые принимают участие в поддержке наших участников специальной военной операции, их семей, помогают больным людям. Президент в послании отметил, что очень важно, чтобы наши социальные НКО как инструмент поддержки нашего народа использовались именно в самые трудные минуты. И это так и есть. И сейчас НКО самое активное участие, вы знаете, принимает именно в поддержке СВО. Это и спортивная реабилитация, это и социальная, гуманитарная помощь. У нас где-то примерно 130 тысяч социальных НКО, если я правильно помню, да, где-то такое количество. И в рамках федерального проекта «Социальная помощь» в волонтерскую деятельность вовлечено около 15 миллионов человек. Это очень много, это добрая душа нашего народа. И мы системно ее поддерживаем, эту работу. Создали, вернее, сейчас создаем, да, на портале Минэкономразвития специальный ресурс, единый реестр НКО для их именно адресной поддержки. Это тоже очень важно. Важным направлением является такое, как снижение административной нагрузки для них. Для этого мы единую электронную форму им отчетности сделали. В виде фондов с годовым доходом менее 3 миллионов рублей отменили аудит. То есть мы стараемся, чтобы это было достаточно просто, аккуратно. И в период той же самой, кстати, коронавирусной инфекции около 33 тысяч организаций получили освобождение от налогов. В дальнейшем более 1000 НКО получили льготные кредиты и так далее. У нас за 2022 год, я знаю цифру, объем финансовой поддержки НКО из федерального бюджета был 85 миллиардов рублей. Это серьезные средства. Около 10 тысяч организаций ее получили, и мы готовы рассматривать дальнейшие предложения по совершенствованию этой работы. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется Новику Дмитрию Георгиевичу, фракция КПРФ. Подготовится Паниш. Уважаемый Михаил Владимирович, мы вместе стремимся усовершенствовать законодательство в части получения гражданства нашими соотечественниками за рубежом, но все чаще возникают вопросы правовой и гуманитарной защиты сторонников и симпатизантов России из других государств. Не будучи соотечественниками, они хотят подчас переехать в нашу страну по соображениям нравственности, по идейным мотивам, из-за политических преследований и иным причинам. Нацелено ли правительство инициировать облегчение получения ими российского гражданства и вообще не пришло ли здесь время нестандартных решений, например, ускорять предоставление гражданства под поручительство или по рекомендации вузов, исследовательских организаций, представленных в Государственной Думе политических партий, депутатов, сенаторов Российской Федерации или их групп? Спасибо. Дмитрий Георгиевич, спасибо. Но напомню, действующим законодательством уже такая возможность установлена. Это указ президента, декабрьский указ 2023 года, номер 962 о приеме упрощенном гражданства России граждан Белоруссии, Казахстана и, по-моему, Молдовы. Да? Там Молдова еще была. Да, и Молдова. И, соответственно, и Белоруссия, да, Белоруссия, да, Казахстан и Молдова. Ну и, соответственно, получение российского гражданства в упрощенном порядке, о котором вы говорите. Это у нас от предварительного постоянного проживания в России 5 лет они освобождаются, от подтверждения знаний даже истории России, основ российского законодательства. А белорусы дополнительно к этому освобождены что естественно, от подтверждения владения русским языком. Они все владеют русским языком. Уже за 3 месяца действия, а пока только 3 месяца этот указ действует, у нас получили гражданство более 700
так называемых иностранных граждан. Но, наверное, надо посмотреть, как нормы поработают. Это такой тонкий вопрос, политический. Мы без сомнения будем делать все для того, чтобы эти процедуры упростить. МВД этим занимается. И надеюсь, что в том числе с вашими предложениями мы сделаем это эффективным и удобным. Но в целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны для этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. У нас осталось 9 вопросов. Слово предоставляется фракции ЛДПР Паниш Каплану Мугдиновичу. Подготовиться Кабышеву. Уважаемый Михаил Владимирович, о повышении эффективности бюджетных расходов говорим постоянно. И в недавнем послании президента к Федеральному собранию Российской Федерации это было отмечено. Тем не менее, одной из давних проблем остается неравномерность расходования бюджетных средств в течение финансового года. Нередко можно наблюдать картину, когда в декабре в непогоду при отрицательных температурах укладывают новый асфальт. Правительством предпринимаются меры для ликвидации обозначенной синхронности, однако не все регионы успевают. Мы это видим и слышим в поездках. Остаются недостроенными социально значимые объекты, детсады, школы, больницы и так далее. Какова позиция правительства по возможности оптимизации действующего бюджетного законодательства для уменьшения остроты данного вопроса? Спасибо. Но первое, что хочу сказать, Минфин громадную работу проделал для того, чтобы кстати, уже скажу по результатам, чтобы с 21 по 23 год, пока 24 у нас текущий год, бюджет был полностью исполнен без какого-либо сбоя. Но у нас в среднем кассовое исполнение, первый квартал 25%, первое полугодие, Антон, половина, в среднем я имею в виду, 9 месяцев 70, и начало декабря уже там больше 85%. С чем это связано? Но бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждого месяца. Это очевидно. Это зависит от соответствующих объективных факторов, от контрактования. У нас 50% идет, соответственно, авансов госконтрактов в первом полугодии. На лето что приходится? Пик отпускных, там и выплаты соответствующие идут. А в декабре закрываются расчеты по контрактам. И что самое главное, так это по объектам капитального строительства. А это важные элементы. Здесь, скажем так, неравномерности не страшны абсолютно. У нас самое главное, что произошло, что мы в целях повышения бюджетной эффективности для ускорения доведения бюджетных средств установили предельные сроки. Антон Геннадьевич, чтобы я не ошибся, утвердили правила по субсидиям у нас 1 февраля. Дальше у нас 1 апреля – это проведение конкурсов. Дальше заключение контрактов 1 июня. И финал – это 1 сентября, это соглашение. Это все мы сделали под железным контролем нашего административного аппарата. А также ввели цифровой мониторинг, который в постоянном контроле это делает, кассовое исполнение по расходам, включая национальные проекты, государственные программы с проактивным выделением всех рисков в этой системе. Они у меня на доске. Знаете, какой риск сегодня незаконтролированного средства из всей росписи бюджета на этот год? 38 миллиардов рублей. Я наизусть его знаю, правда, ничего. Я просто с утра начинаю свой рабочий день, я смотрю на электронный бюджет, который представляет Министерство финансов, который блестяще сделан, организован, но надо об этом говорить. Правда, я не хвалю, наверное, иногда надо это делать. Коллеги Антон Германович поработали совершенно замечательно. И на сегодняшний день каждую копейку видим по расходованию. И мне кажется, в результате 2023 года то, что случилось, это рекордное исполнение бюджета по всем расходам. Я назову его 98,2%. Но все остальное, даже если это перекидки, никуда не пропало. Вот это очень важно. И спасибо за этот вопрос. Спасибо, Михаил Владимирович. Слово предоставляется фракции «Справедливая Россия за правду» Кабышеву Сергею Владимировичу. Подготовиться Скрозниковой. Уважаемый Михаил Владимирович, правительство уделяет большое внимание подготовке профессиональных кадров в высшей школе. Мы видим рост количества бюджетных мест за последние 4 года на 84 тысячи, в частности, по инженерно-техническим специальностям. Важно продолжать эту работу с учетом современных вызовов. Я имею в виду прежде всего не только преодоление кадрового дефицита по ряду отраслей, но и выравнивание пространственного развития, расширение условий для раскрытия талантов, повышение качества образования. Что планирует предпринять правительство, чтобы высшее образование наиболее эффективно обеспечивало потребности как экономики, так и общества в целом? Первое. Проанализировать рынок труда, что было сделано. Татьяна Алексеевна этим постоянно, я не вижу из-за камеры. Татьяна Алексеевна, я смотрю на вас.
Да не вставайте, пожалуйста. Значит, это очень важный элемент, потому что именно расчеты рынка труда по отраслям, буквально в смысле слова, по людям, по количеству, сформируют нам требования к системе образования, которые, вот сейчас говорили про медицину и так далее, конечно, которые по крупицам надо создавать. И мы этим занимаемся, в буквальном смысле слова, в онлайн-режиме, потому что мы примерно уже понимаем и по мегапроектам, по объемам бюджета, по соответствующим возможностям, которые у нас есть, какие специалисты нужны на какие направления по годам. И выстраиваем требования к системе высшего и профессионального образования, которые сегодня у нас есть. Мы уже скорректировали и соотнесли демографический прогноз с прогнозной потребностью в кадрах, цифры приема контрольные проанализировали, расписали, скорректировали их в текущем году. Я могу сказать, что наибольшее количество, ну вот сейчас прошу, догадайтесь, на какие специальности наибольшее количество мы бюджетных средств выделили? Да, именно. Это в первую очередь инженерные специальности, это больше третьих педагогических мест и технические направления. Всего где-то 245 тысяч бюджетных мест. Все, мы пошли в то, чтобы инженеры наши заново дали нам право гордиться. Ну, мы гордимся, все, но теми еще направлениями. Сегодня нам очень важны свои прорывные решения, и я не постесняюсь этого, мировое лидерство во многих технологических направлениях. Это очень важный элемент. Дальше это вопросы, связанные с, да, но это больше третьих, да, я сказал, да, рабочих мест. А знаете, в топ-3 вошли какие еще специальности? Педагогия и медицина. Вот. Это востребованность, это спрос, который есть на этих специалистов. И совместно с отраслевиками, крупнейшими корпорациями мы вырабатываем, это очень важно, соединение заказчиков с теми, кто их будет воспитывать, программы высшего и среднего, ну или какого угодно образования. Я имею в виду, что здесь профессионалитеты, в первую очередь мы имеем в виду, чтобы мы сокращали неперспективные направления и увеличили востребованные. И хочу сказать про Антона Олеговича Котякова, с Татьяной Алексеевной, огромную работу проделали, чтобы рынок труда постоянно мониторить. Мне вот все время президент об этом говорил. Мониторьте рынок труда. И те средства, что мы вложили во время пандемии, когда, ну вы помните, закрывались, вот у нас программа ФОД 2.0 по поручению президента сработала, мы давали по МРОТу, умноженного на количество людей, сначала мы дали 2 гранта президентских, 6 месяцев дали кредитные средства, потом их списали за всего 2 условия, чтобы в первую очередь компания не меньше МРОТа платила потом своим людям, и чтобы сокращение было не больше, чем на 10%. Мы сохранили рабочие места. И в этом смысле сохранение рабочих мест для их переобучения, переформатирования в зависимости от потребностей рынка – это основа работы нашего Министерства труда и социальной защиты. Вот. Вячеслав Ильич, Михаил Владимирович. Татьяна Алексеевна. Да, фактор Татьяны Алексеевны, он, безусловно, носит положительный характер, потому что у нее огромный авторитет в Государственной Думе. Татьяна Алексеевна в правительстве длительное время работала с Государственной Думой и в должности заместителя министра финансов, и потом руководителем счетной палаты. Поэтому, когда вы говорите о Татьяне Алексеевне, у всех, думаю, что положительная эмоция возникает. Но нельзя не признать, что сегодня у нас с вами дефицит растет кадров в сфере образования. У нас все больше не хватает учителей математики, физики, информатики, иностранных языков. При этом, как правильно здесь мы говорим, растет количество бюджетных мест. Поэтому надо нам подумать, почему же те, кто идут на бюджетные места, тем более по направлениям, как целевики, проходя льготный отбор, не возвращаются в профессию. О здравоохранении уже говорили. У нас причем большой дефицит и врачей, и среднего медицинского персонала. Поэтому, Михаил Владимирович, мы обязательно поаплодируем Котякову, если ситуация на рынке труда начнет меняться. А Татьяна Алексеевна мы всегда в душе аплодируем. Как только ее видим, сразу улыбаемся. В хорошем смысле слова. Потому что действительно всегда идет навстречу и диалог ведет с Государственной Думой. Слово предоставляется фракции «Новые люди» Скрозниковой Анне Валерьевной. Подготовится Вяткину.
Уважаемый Михаил Владимирович, президент в своем послании Федеральному собранию обозначил необходимость дать выпускникам второй шанс сдать ЕГЭ. Уже сейчас активно идет обсуждение такой возможности. При этом ребята, которые сдают экзамен досрочно, и их родители переживают о том, что они не смогут воспользоваться этой возможностью. Нужны ли законодательные решения для того, чтобы у всех без исключения выпускников школ был второй шанс, или у правительства достаточно полномочий? Благодарю. Спасибо, это очень важный вопрос. Я коротко на него отвечу. Нет, не нужны. Все, что нам необходимо, сделано. 4-5 июня – это 2 дня, которые будут днями пересдачи. Ребята, конечно, волнуются. Все бывает в этой жизни. Но если... просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому важнейшее решение, и я именно радуюсь за то, что у нас появится такая возможность в ближайшее время. Нам ничего для этого не надо, никаких законодательных изменений. У Рособорнадзора и Минпроса достаточно полномочий для урегулирования данного вопроса своими внутренними нормативными актами. Спасибо. Фракция «Единая Россия» Вяткин Дмитрий Федорович, и подготовится Смолину Олег Николаевичу. Уважаемый Михаил Владимирович, наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на то, что все беспрецедентные меры поддержки наших сограждан и экономики возможно реализовать при кардинальном повышении эффективности и качества деятельности органов всех уровней и ветвей власти. За прошедшие 4 года, очевидно, проделана достаточно серьезная работа, что позволило принимать решения, которые смогли противостоять и пандемии, и в том числе мерам экономического давления. Перед нами стоят новые задачи. Это новые национальные проекты, которые обозначил наш президент, что потребует, очевидно, переформатирования действующих программ государственных, либо создания новых. В этой связи 2 вопроса. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать для совершенствования нашей совместной работы, в том числе в рамках парламентского контроля, и как повысить эффективность участия профильных? Спасибо, Дмитрий Федорович. Важнейший вопрос. Я это сказал и Вячеславу Викторовичу, и Валентине Ивановне. Вот это решение президента и потом все изменения, которые были в Конституции с установлением парламентского контроля, они нам очень помогают. Это делает в первую очередь для нас понятную обратную связь от людей через парламентариев и создает специально те условия, в которых мы, скажем так, бодры. Это важнейший элемент на сегодняшний день государственного устройства и взаимодействия с парламентом. Сейчас идет такая актуализация перечня нацпроектов с учетом послания президента. Конечно, мы будем очень рады тесному сотрудничеству с парламентом, выслушаем все ваши мысли по этому поводу в данном направлении. Вообще в 2023 году закон о парламентском контроле серьезно был изменен. Он стал единым источником информации для депутатов Госдумы. Это портал госпрограмм. Мы полностью открыли все. Здесь, есть элементы какие-то наши внутренние, да, но абсолютно точно все цифры и все размещаемые государственные программы, изменения в них, они доступны депутатам. Это значит, что вы сможете по 51 программе полностью иметь всю необходимую информацию. Законопроектная деятельность, вы знаете, Вячеслав сам серьезно этим занимается. Дмитрий Юрьевич Григоренко у нас курирует это направление. Рекордное количество было законов принято в 2023 году. Их 694, по инициативе правительства 332. Мы это мониторим специально на нашем экране. Правительством направлено более 100 поправок к законопроектам, которые в первом чтении вы приняли. И вот у нас Владимир Абдуалевич Васильев, когда мы встречались «Единая Россия» на встрече, говорил о том, что качеству и скорости принятия решений способствовала серьезная цифровизация. Так это и есть. За счет только цифровых инструментов контроля этой деятельности за год исполнительная дисциплина в 2 раза увеличилась, 100%. И сократилось количество всех переносов, особенно когда вносятся законопроекты в Государственную Думу. Это важные элементы. Уверен, что и дальше будем продолжать совершенствовать и форму парламентского контроля, и наша отчетность, в хорошем смысле слова, по всей исполнительской дисциплине. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Завершающий вопрос от фракции КПРФ задаст Смолин Олег Николаевич. Подготовится Марков.
Уважаемый Михаил Владимирович, дефицит кадров в стране составляет около 3 миллионов. Остро не хватает квалифицированных рабочих и специалистов. Однако по рабочим специальностям в системе СПО учатся лишь 16% студентов, остальные на специалистов среднего звена. По данным РАНХИКС, дефицит учителей в стране 250 тысяч. И по данным Высшей школы экономики, 40% педагогов из-за низкой зарплаты экономят на всем, кроме еды. При этом средний учитель работает почти за двоих, на 1,8 ставки. Похожие перегрузки в медицине. Причем врачи скорой помощи пока не получили президентских надбавок. Дефицит инженеров связан с применением так называемой баллонской системы. Специалист-инженер готовился как конструктор, а бакалавр как пользователь чужими разработками. Количество работающих инвалидов за 5 лет сократилось на 1 миллион. Из-за отсутствия индексации пенсий работающим законодательство о квотировании рабочих мест не дает ожидаемых результатов. Какие меры принимает правительство для решения кадровых проблем? Ведь... Да, ну, во-первых, в рамках проекта «Демография» мы для подбора специалистов реализуем бесплатное обучение 200 тысяч человек. Это сегодня то, что работает. Мы эту последовательно программу развиваем. В первую очередь усилили связку с работодателем, с теми, кто непосредственно нуждается в рабочих руках и в специальностях. И каждый год формируем новые программы быстрого обучения, их также быстро согласовываем с органами исполнительной власти. Они помогают нам в этом. У нас в 2024 году открыта возможность переобучения бесплатного для работающих за счет бюджета по 160 направлениям, в том числе и специальностям, о которых вы сказали. Профессионалитет. Важнейшая программа. Создаем объединение, кластеры среднего профобразования с предприятиями. У нас сейчас реальный спрос могучий в этой среде на рабочих. Вы правы абсолютно. Я проверю по цифрам. Вы сказали 16% по рабочим специальностям. Надо здесь разобраться. Я думаю, что эта цифра не совсем корректна, но хочу посмотреть. Сергей, да, такая цифра, да? Ну, не такая, Сергей. Скажите тогда прям. Я Кравцову прошу. Знаете цифру? У меня нет просто данных. Но посмотрите, пожалуйста, это важно. Если это так, надо, конечно, нам серьезно с этим разбираться. Но мне кажется, что на сегодняшний день у нас эти 220 кластеров с 925 организациями, которые в него вошли, и я имею в виду с СПО, и 4000 предприятий, уже к себе получило 350 тысяч обучающихся. Это серьезный задел на будущее. Целевой набор совершенствований. У нас есть теперь вся эта информация на портале «Работа в России». Его также мы ведем. Два слова по трудоустройству людей с инвалидностью. В законе о занятости мы понизили порог числа работников организаций, которые обязаны трудоустраивать инвалидов на квотированные рабочие места. Мы просто больше создаем специализированных рабочих мест для инвалидов, и это важно. У нас с 2024 года с 3 до 6 МРОТ увеличили субсидию на выплату зарплаты на одного работающего инвалида. Тоже важно, денежку туда направили. Изменили также подходы к выполнению работодателями квоты при факте трудоустройства, но они при просто создании рабочих мест. И также расширили гарантии труда, занятости для инвалидов. Я думаю, что с удовольствием рассмотрим все предложения, которые есть, и продолжим совершенствовать систему подготовки кадров. Это очень важно. Но поверьте, колоссальные усилия в этом делаем. Кластеризация СПО, профессионалитетов и так далее, это же новые направления. 3 года ими занимаемся. Спасибо. Михаил Владимирович, вот вы правильно сказали, что нам необходимо совершенствовать работу по подготовке кадров, и в этой связи договорились, будет создана рабочая группа вместе с правительством. Истина, как правило, лежит посередине. Дело в том, что касается дефицита кадров в системе образования в школах, то у нас зачастую на бумаге все хорошо, потому что очень много совместительств. И более того, сейчас через небольшое повышение квалификации, допустим, учитель физкультуры получает справку, что он может преподавать математику, физику. Мы с вами понимаем опять, чем это все заканчивается. Это заканчивается снижением качества образования. Вот такая ситуация у нас зачастую, особенно в сельских школах, Михаил Владимирович. Поэтому правильно было бы заняться вопросом именно кадрового обеспечения и системы
просвещения и системы здравоохранения. И в этой связи, если мы вместе эту работу будем вести, у нас многое может получиться. Но как тема проблемная, она существует. И особенно это стало очевидным после того, когда в свое время сеть практически находящихся в каждом регионе педагогических институтов отдрифовала высшую школу, и педагогические институты стали частью университетов, либо были преобразованы в университеты. И если брать уже высшую школу, университеты, они не так заточены на подготовку кадров в системе образования, как раньше, допустим, педагогический институт целевым образом решал эту проблему. А сейчас специальность педагога, она зачастую размыто в университетах, и уже педагогику, там, учитель, педагог, там, предметник не всегда встретишь в перечне специальностей университета. При этом университет сам приоритетно формирует для себя, какие специалисты им нужны. Поэтому здесь, скорее всего, правильно Кравцову помогать, потому что Министерство просвещения есть, а инструментариев решения задач недостаточно. Но он, опять-таки, как скромный министр, это не всегда хорошо для достижения целей и задач, умалчивает, что особенно эти проблемы сегодня актуальны в тех регионах, где нет педагогических институтов. Поэтому их надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги формирования педагогических институтов внутри университетов. Потому что они изначально туда вливались как самостоятельные структурные подразделения, а сейчас они уже просто-напросто размыты и присутствуют в виде факультетов, не более чем. Об этом речь идет. Поэтому, если вы поручите Татьяне Алексеевне, вот этот профессиональный разговор мы составим, постараемся выработать решения, которые позволят нам решить эти вопросы более эффективно. Потому что проблем присутствует. У нас много учителей пенсионного возраста. Это создает возможные риски. Если завтра вот они возьмут, уйдут, слава богу, то, что работают в школах учителем, те, кто уже пенсионер. Но было бы хорошо, чтобы мы системно к этому подошли. Коллеги, переходим к следующему вопросу. Фракция ЛДПР, Марков Евгений Владимирович, подготовится Нилову. Уважаемый Михаил Владимирович, вопрос будет про улучшение экологической обстановки в наших городах и населенных пунктах. У нас граждане на сегодняшний день не очень-то хотят жить в каменных джунглях. Они в большей части жаждут видеть вокруг себя массу зеленых насаждений, дышать свежим воздухом. Государственная Дума для этого приняла соответствующие изменения в законы, которые позволяют осуществлять лесоразведение, причем за счет внебюджетных источников, не только на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий. Вот. Тем не менее, соответствующие внутренние нормативно-правовые акты для проведения лесоразведения именно на городских землях, а это лесопарковые зоны вокруг городов и промышленных центров, до сих пор не приняты. И это фактически блокирует достижение потенциально позитивных эффектов от вот данной нормы. В этой связи вопрос, значит, планируется ли разработка вот тех долгожданных нормативно-правовых актов в 2024 году? Спасибо. Ну да, у нас еще в послании президент сказал о том, что у нас, начиная с 2021 года, так, Виктория Валерьевна, восстанавливается лесов больше, чем вырубается. У нас на 52%, ой, на 35% в 2023 году восстановились больше, чем вырубили. И прежде всего это восстановление лесов, которые утрачивают во время вырубки. Закон действительно, 303 закон, серьезно расширил возможности, и теперь компенсацию вырубки можно проводить не только на землях лесного фонда, но и на землях других категорий, которые надо согласовывать с Россельхозом. В реализацию закона все нормативные акты заложены, они уже приняты. Правила, в том числе и компенсационного лесовосстановления, лесоразведения, требования к компенсационному восстановлению и разведению лесов, это Минприродовские, значит, приказы, и соответствующие комиссии Россельхоза, которые согласовывают лесоразведение на землях иных категорий, по категории земель, видом лишенного использования в других регионах. Этот механизм свою эффективность доказал. Он за последние 5 лет фактически дал нам возможность, чтобы обязательства по компенсации
лесов возникли на 292 тысячах гектар в стране. Это отличный результат. Восстановлено где-то 155 тысяч гектар. И в 2023 году 56 тысяч гектар – это рекорд за всю историю восстановления. Ну и такие работы на 58 тысячах гектар в этом году проведем. Будем дальше расширять. Нормативные акты все приняты. Спасибо. Следующий вопрос у нас от фракции «Справедливая Россия за правду» задаст Нилов Олег Анатольевич. Пожалуйста, Олег Анатольевич. Уважаемый Михаил Владимирович, благодаря цифровизации вам удалось взять на учет миллиарды транзакций, благодаря чему серьезно увеличились поступления в казну. Вы недавно нам демонстрировали в вашем центре управления потоками информационными, мы до сих пор под впечатлением. И вместе с тем в России огромное количество мирового значения ресурсов, ну, прежде всего земля, леса, моря, реки, пока контролируются и используются, ну, так скажем, недостаточно эффективно, мягко говоря. Что сделано, что планируется правительством вот в этом направлении, и можно ли взять вот под такой цифровой контроль каждый гектар в нашей стране, да, и вот... Олег Анатольевич, спасибо. Отличный вопрос. Здесь вот я смотрю на ложу, где сидит Алексей Лович Верчук, Виктория Валерьевна, там Юрий Петрович рядом, Эльвира Сибзадна, которая была министром экономического развития, когда мы занимались всеми вопросами, связанными с развитием системы кадастрового учета. Это основа для, в том числе, принятия решений по территориальному планированию и по пространственному развитию, по территориальному планированию. Но здесь хочу вам сказать, что сделана огромная работа. Олег Александрович Скуфинский, наследник всех руководителей Росреестра, которые на сегодняшний день эффективно работают, я сказал, запустили под его руководством, под руководством Марата Шахирджановича Хуснуллина, национальную систему пространственных данных, НСПД. Это главный элемент, если хотите, для того, чтобы дальше формировать все подходы, связанные с развитием территории страны. И по поводу нормативной базы, у нас где-то больше 60 законов о земле и недвижимости было принято, за что я всех вас благодарю. И мы утвердили госпрограмму «Национальная система пространственных данных». Цифровая платформа, которую я прошу посмотреть, создана. Она в сжатой сроке сделана на отечественном продукте. Это очень важно тоже. И там 11 сервисов введено, которые упрощают и поиск, и подбор, и регистрацию земельного участка, единое окно для информации об объекте, об ограничениях. Я все это говорил, о правовых режимах. И сейчас в 4 регионах, в 52 регионах работа по подключению значит, ведется. Все регионы должны до 30 года перейти. Вопрос очень непростой. У нас же наследно было, ну, нет, 2 было собственника. Государственная собственность и колхозно-кооперативная. И когда пошли все изменения, то нельзя регистрировать было права на то, что не было описано. Этим, кстати, постиндустриально отличались страны социалистического лагеря от капиталистических тогда стран. Потому что в учетной системе, вы абсолютно правы, не было всех земельных участков, объектов недвижимости, прав учтено. И сегодня эта гигантская, колоссальная работа, она проводится эффективно, я считаю. Конечно, нам нужно завершить до конца, уложить в единую систему все наши здания, сооружения, объекты, прочно связанные с землей, связать их с субъектами права, все ограничения до конца посмотреть, чтобы было аккуратно, и на основе этого строить систему развития страны, территориального развития опорных сетей. Я думаю, что все получится, и очень всех прошу обратить внимание на СПД. Национальная система пространственных данных. Это важный элемент, чтобы мы понимали, о чем говорим одинаково. Спасибо. Михаил Владимирович, вот вы правильно сказали об этой работе и подчеркнули ее важность. Даже вот по вопросам мы видим, где есть проблемные точки, звучат вопросы, есть необходимость обсуждать, выступления идут. Ну и, конечно, мы параллельно можем высказать свою оценку. Но есть та тема, которая не звучит.
но при этом решается эффективно. Вы о ней говорили. И мы понимаем, что это преимущество нашей страны. Это топливо-энергетический комплекс. Это вопросы нефти, газа, электроэнергии. Без этого невозможно развивать экономику. Здесь правильно было бы отметить Новака. Он тоже скромный. Все знаем его, эту черту характера. Но в непростых условиях санкций, когда пытаются противодействовать, когда удары все наносятся именно по ТЭКу, надо сказать, вот Александр Валентинович вместе со своими коллегами, руководителями крупных компаний, не просто справляются, а они останавливают развитие, увеличивают и темпы роста, противодействуют, охраняют, делают все для того, чтобы у нас это преимущество еще было более мощным. И мы видим, насколько это раздражает наших недругов. Поэтому, коллеги, давайте поблагодарим. Работа-то делается огромная, гигантская. А видите, ключевой заместитель председателя правительства около двери сидит. И нельзя не отметить тогда идущего сейчас в ложу Николая Григорьевича Шульгинова, который сделал огромную работу вместе с Александром Новаком. Михаил Владимирович, не просто вас поддерживаем, а как раз и Новак, и Шульгинов. Вот посмотрите, кого отмечаем. Тех, кого Дума назначала. Понимаете, о чем речь идет? Об ответственности, Михаил Владимирович. Вот говорим, отмечаем, но правильно было бы сказать. Все-таки утверждала Дума, могли не утвердить, или другого утвердить, за которого стыдно было. А вы правильно. Вот мы же паузу сделали. Почему? В оценке. Чтобы вы сказали. Потому что мы могли бы быть необъективны в отношении Шульгинова. А вы сказали, и мы понимаем итоги работы. Так же, как Новака мы назначали уже на эту должность. В рамках новых полномочий. Поэтому, коллеги, вот этот разговор, он переходит совершенно в другое качество. Почему я сказал, что ни в коем случае из зала нельзя выходить? Потому что сегодняшний разговор – это прелюдия, это основа к будущим решениям разговора. Ну как? Парламент, обладая полномочиями утверждать, правительство должен сформировать свою позицию на основе чего? Кадрового резерва. А как кадровый резерв формируется? Сейчас Геннадий Андреевич нам расскажет. Мы с вами должны оценивать людей по конкретным качествам. Ну, Коломейцев, понятно, он хочет свернуть дискуссию, когда мы говорим об успехах, о результатах. Коломейцев ждет ошибок. Коломейцев ждет, когда где-то споткнуться, потому что он хочет быть фракцией большинства. Ну как? Да. А без этого нет конкуренции. Они должны бороться за это. Вот Афонин, он хочет. А тот, кто не хочет, тогда смысл в политике, да? Правильно. Здесь люди порядочные собрались. И честно говорят об этом, что власти хотят. Конкурируют. У них есть свое теневое правительство. Но сейчас в той ситуации вызовов и достаточно эффективной работы правительства, которое поддерживает «Единая Россия», они держат свой бронепоезд на запасном пути. Но если спотыкнется кто-то, они его выведут, так сразу на рельсы поставят. Вот Геннадий Андреевич заулыбался. Слово представляет коллеги. Ну, председатель правительства отвечает уже 3,5 часа на вопросы. Иногда надо нам с вами... Это кому перерыв нужен? Вот кому перерыв нужен? Председатель правительства перерыв не нужен. Правительство все здесь. Посмотрите. Тот, кто устал, ничего личного. Но вот Васильев в зале, Миронов в зале, Слуцкий в зале, Нечаев здесь, Зюганов вообще не вставал за это время ни разу. Поэтому равняйтесь.
Чемерис Роза Басировна, фракция «Новые люди». Подготовить Сидякину. Уважаемый Михаил Владимирович, добрый день. В прошлом году во время отчета правительства была затронута важнейшая тема отечественного судостроения. В частности, судостроительная промышленность столкнулась с большой нехваткой судового комплектующего оборудования, как, например, рулевая колонка, которую делали только за границей. У нас есть буквально пара предприятий в стране, которые могли бы выполнять такого рода работы, но это огромный и сложный процесс. В этой связи вопрос. Скажите, пожалуйста, а как продолжается работа правительства по защите отечественных производителей судового комплектующего оборудования и стимулирование импортозамещения в этой сфере? Спасибо. Спасибо огромное. Важнейший вопрос. Неделю назад проводили стратегическую сессию по развитию нашей объединенной судостроительной компании. Прям несколько часов работали в КЦ с коллегами, с теми, кто строит суда. У нас принимаются самые системные меры, утвержден перспективный план на сегодняшний день строительства гражданских судов до 2035 года. Знаете, сколько их? 1700. Это то, что мы планируем произвести. Уже в строительстве 300, заключены контракты на 178, остальное в процессе, в работе. Это позволяет судостроительным и производителям судового оборудования, а вы об этом говорите, комплектующих, планировать заказы. Тут все важно. Одну винтовую рулевую колонку, чтобы сделать, знаете, да, вот у нас предприятия, которые делают, это огромная интеграция большая была. Не было у нас своих российских решений много лет. Они были, но, конечно, не до конца построены на российских технологиях. Стратегия подготавливается новая, Денис Валентинович, судостроительной отрасли. Вместе с ОСК мы ее синхронизируем. Она будет до 1935 года. И, в принципе, у нас 21, 22, 23 год 129 судов мы сделали, поддержали на 13 миллиардов выплату судового утилизационного гранта, компенсационную часть процентов и лизинговых платежей. Проблемы ускорения импортозамещения стоят. У нас мы разбирали их, как я уже сказал. Задачи перед ОСК серьезнейшие поставлены по развитию собственной компетенции, машиностроения, приборостроения, по позициям, где мы критически зависим от импорта. Это все мы разобрали. Но осталось до конца сделать при помощи наших ученых, науки, технологий промышленных производств. У нас инвестировано 17 миллиардов в 33 предприятия по 60 позициям. Это по ускорению оборудования именно комплектующих. И я могу сказать какие-то более подробные вещи, но думаю, что в этих рамках это не стоит делать. Самое главное – это решить задачу серийности наших заказов, масштабировать производство. Не стапелями, а именно системно сделать цифровую модель развития производства, системы и средства проектирования свои. У нас суда проектировались на, там не буду называть иностранные слова, так сказать, но на двух иностранных основных системах. Развитие собственных средств производства, систем поддержания жизненного цикла, автоматизированных систем проектирования. Это все сейчас в сфере, в том числе ВЦК, индустриальных центров компетенции, которые мы развиваем. И мы введем также в 2025-2030 году субсидии на покрытие 20% скидки на производителей отечественного судового оборудования при приобретении судостроительных пилотных партий. Там, по-моему, 12 миллиардов Денис Валентинович заделал. Поэтому программа обширнейшая. Вы задали очень важный вопрос. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Завершающий вопрос от фракции «Единая Россия». Сидякин Александр Геннадьевич задаст. Пожалуйста, Александр Геннадьевич. Уважаемый Михаил Владимирович, один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия» – это создание и модернизация социальных объектов. Партия успешно взаимодействует с правительством по реализации программы ФКГ, строительства и ремонта школ, социальной газификации. Мы с начала реализации десятки тысяч общественных пространств и дворовых территорий сделали, 4000 зданий школ на капитальный ремонт, 1300 новых зданий построено, больше 500 000 домовладений газ подвели. От лица партии я благодарю за совместную эффективную работу ваших заместителей Александра Новака, Марата Хуснуллина, министров Сергея Кравцова и Ирика Файзуллина. Мы каждый раз, выбирая эти социальные объекты, обращались к людям, учитывали мнение людей при формировании тех объектов, которые должны быть отремонтированы. Мне кажется, и дальше нам нужно этим методом пользоваться, определять перечень социальных объектов по соответствующим государственным программам с учетом мнения людей. Как вы оцениваете возможность развития такого взаимодействия с учетом накопленного партией опыта в качестве эффективного механизма? Спасибо огромное. Это та самая обратная связь. Единая Россия сделала
сетку на всю страну, и эта работа вами ведется очень профессионально, в постоянном с нами контакте. Я хочу за это вас от всей души поблагодарить. У нас результаты этой работы, в том числе и введенные 110 миллионов квадратных метров жилья, и у нас водоочистительные объекты, примерно 88,6% от всех обеспечены питьевой качественной водой. Это важнейший элемент тоже комфортного жилья и нормального жилья для людей. Госпрограмма утверждена по восстановлению социально-экономического развития новых регионов. Среднероссийские показатели там тоже так просто не достигнуть. Большинство членов «Единой России» ездит и нам сообщают о том, что необходимо там сделать. С учетом, еще раз скажу, огромной эффективной сети «Единой России» создан именно механизм эффективный, действенный для реализации проектов по всей стране. Нам это очень помогает. И все меры, которые будут этому помогать, надо просто использовать. От дворов до прочее. Я прекрасно помню, мы еще по дворам с вами дискутировали, как это сделать. Вы детально разбираете и подробно в ежедневной работе с своими избирателями видите ту работу, которая проводится. И для нас это важнейший элемент обратной связи с вами, это механизм контроля. Прошу вас просто детально все практики проанализировать, дать предложения. Мы здесь продолжим с вами эту работу. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, вопросы все прозвучали. Еще раз хочу подчеркнуть, что в письменном виде в правительство было направлено 309 вопросов, на которые мы получаем сейчас ответы также в письменном виде, а всего к нам прислали вопросов около 14 тысяч. Заключительное слово по отчету председателя правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович, пожалуйста. Да, коллеги, информирую вас, что весь наш диалог, отчет председателя правительства, вопросы, выступления представителей политических фракций транслировалось и транслируется в прямом эфире. Уважаемые коллеги, сегодня у нас состоялся очень конструктивный диалог. Я хочу поблагодарить всех депутатов, всех фракций за неравнодушную позицию и за прозвучавшие предложения. И особенно хочу подчеркнуть, что все результаты, о которых я говорил, стали возможны только благодаря консолидации общества вокруг нашего президента и его программы развития. И итоги прошедших выборов стали показателем огромного доверия Владимиру Владимировичу Путину и его курсу. И это, если хотите, важнейший залог наших успехов. Я подробно остановлюсь на выступлении уважаемых руководителей фракций, коротко прокомментирую. Начну с Геннадия Андреевича. У нас общая позиция с КПРФ по многим ключевым вопросам развития, в частности, АПК, промышленности, многих направлений. Мы это подробно обсуждали на встрече с фракциями. И здесь по нескольким вещам выскажусь. По банкам, по налогам на банки, в принципе, понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться. Но есть такой механизм, как дивиденды банков. И у нас банки-то, они в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Поскольку не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять. То, что касается проблем, о которых сказал Геннадий Андреевич. Конечно, личная безопасность – это основа, наверное, вообще безопасности любого человека. Он думает об этом, переживает, любой семьи. И здесь все направления усилий должны быть сосредоточены вместе для того, чтобы обеспечить безопасность каждого члена нашего общества. То, что касается зарплат. Геннадий Андреевич, здесь я позволю не согласиться по поводу нищеты, 20 тысяч рублей в среднем. Это не так. Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей. Теперь по поводу доходов. Сразу же все абсолютно... Да, это так. Я могу показать расчеты. И мы... Нет, коллеги, позвольте мне ответить, а вы потом скажете. Мы знаем это от работодателей. Знаем каждую цифру.
То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены. Поэтому средняя зарплата 73 тысячи с копейками. По поводу инфляции и по поводу роста цен, и по поводу всего. Сразу говорю, рост доходов общих 5,6% реальных. Номинал роста зарплаты 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%. Это ответ. У нас в этом смысле не такая ситуация с точки зрения бедности. По цифрам бедности у нас на сегодняшний день, вы знаете, у нас в 2021 году, чтобы не ошибиться, было порядка, по-моему, 16 миллионов бедных. Сегодня уже их 13,5 миллионов, и это рекорд тоже, это 9,3%, если брать от него. Мы боремся с этим. Единое пособие, все элементы этого, конечно, борьба. Но хочется, конечно, сделать большего, но здесь в этом смысле много из направлений, о чем вы сказали, решаем при помощи, в том числе, механизма социального казначейства, который работает. То, что касается ЖКХ. Но здесь тоже огромная программа. 4,5 триллиона рублей должны быть инвестированы до 30 года. Президент это в послании сказал. По 150 миллиардов государственных соответствующих инвестиций в год. Плюс у нас есть ИБК, инфраструктурный бюджетный кредит. А тут до 50% можно на ЖКХ тратить. Плюс соответствующие программы, которые есть. У нас очень много чего происходит. В том числе и возможности списания средств. По мигрантам. Вы сказали об этом. Это очень важный вопрос, многосторонний. Я сказал в своем докладе, что нужно вместе с правоохранителями над этим работать. Обязательно надо продумать то, чтобы все было честно. И самое главное, учесть возможности нашего государства для предоставления рабочих мест тем, кто хочет стать гражданином России. И это очень важно. И делать это нужно аккуратно, осторожно. Я говорил об указе президента, который сейчас работает. То, что касается образования, вы знаете, я абсолютно поддерживаю те направления, о которых мы говорили подробно. Это направления, связанные с профессиональными профессиями в области технологий, промышленности, в области новых материалов. Хороших врачей нужно готовить. Здесь все абсолютно направления в развитии профессионального образования важны. Но тоже резко менять правила, ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно. Мы же сейчас очень много чего сделали. Вы знаете, по поручению президента на сегодняшний день основные специальности, инженерные специальности теперь будут только специалитетами. Это очень важный элемент, мы туда двигаемся. Поэтому, надеюсь, вместе мы не просто реформируем систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и, в общем, выпускниками которой, наверное, большинство из нас в зале является. То, что касается выступления Леонида Эдуардовича Слуцкого, хочу поблагодарить его за оценку работы правительства, сказать, что мы знаем, что партия ваша постоянно в работе с правительством по абсолютно самым важным направлениям деятельности. Но особенно хочу лично вам сказать спасибо за укрепление позиции России на мировой арене в рамках и парламентской дипломатии, и в целом системная работа по всему спектру ведется также ЛДПР по социальным вопросам. Здесь скажу, что у нас Ярослав Нилов постоянно с нами в конструктивной связке с Минтрудом, это профильный комитет. Большое спасибо за внимание к пожилым людям. Здесь предложенная фракция программы позволили расширить федеральную программу долговременного ухода. Обсуждали на фракции также эффективное взаимодействие вас с Минспортом. И это, в общем-то, взаимная работа по играм будущего. Здесь с Дмитрием Николаевичем Чернышенко вы отлично поработали. Хочу сказать, кстати, что этот праздник собрал более 300 команд со всего мира. Из 116, по-моему, стран всего было, и продемонстрировало объединяющую силу спорта, науки и технологий. Это очень здорово. По поводу диспропорции развития регионов, Леонид Эдуардович, ну, конечно, это так. Но рубль в Москве и рубль на Камчатке, рубль в Брянске разные. Динамика стоимости
корзины продуктовой, она разная везде. В 3 раза примерно по стране отличается. Логистика разная, невозможность овощи вырастить на Камчатке. Вот сейчас эта женщина, Наталья, по-моему, звали, президента, когда принимала, рассказала о том, что построили. Я помню ее хорошо, говорили с ней. Она такая счастливая была, потому что она поверила в то, что мы ей пообещали. Но все равно это не решит проблему одинакового именно, ну скажем так, одинаковой стоимости продуктовой корзины. Разница будет. Но вы абсолютно правы, надо, конечно, выравнивать именно возможности для людей в медицине, в образовании, в получении хороших услуг, в школе и, конечно, в потреблении, в питании, в качестве продуктов. Это вопрос очень важный, мы будем к нему и подходить со всех сторон, в том числе стимулируя программы развития регионов, 10 регионов, где пока есть большие диспропорции. То, что касается налогов, справедливости, я абсолютно согласен. И здесь дело не в том, что там мы, кто работали в налоговые специалисты. Налоговое администрирование – это другая вещь. Налоги, в первую очередь, это вопрос справедливости. Об этом сказал президент в послании. И здесь мы будем опираться на ваше мнение, как подойти к этому. Конечно, правительство обязательно сделает эту работу с учетом мнения всех фракций. Зависит в том числе от этих решений. По выступлению уважаемого Александра Михайловича Бабакова также хотел поблагодарить за оценку работы с Сергеем Михайловичем Мироновым, с коллегами с фракции «Справедливой России». Тоже есть активный диалог, активная работа. Я хочу сказать, что абсолютно согласен с вами по многодетной семье. Это основа развития общества. И президент особенно отмечал, что поддержка семьи с детьми – наш фундаментальный, если хотите, нравственный выбор. И с 2020 по 2023 год число таких семей выросло на 24,2%. Это прекрасный результат. Это очень важно. Многодетные семьи в нашей стране – это наша гордость. И установлен бессрочный статус многодетной семьи. Много-много чего. Сейчас подумаем вместе, как еще помочь многодетным семьям в рамках вот работы, которую будем проводить по поручениям президента по итогам послания. По госплану. Ну, слово «госплан» есть, можно его по-разному, да, оно звучит. Это планирование. И я согласен. Стратегическое планирование – это основа нашей работы. Вы это знаете. Мы декомпозировали все мероприятия, которые в рамках достижения национальных целей развития до 30 года должны вести федеральные органы исполнительной власти, регионы, общественные институты, компании. Вот это для меня как раз ближе подходит под современный, если хотите, цифровой госплан. Но здесь надо крайне аккуратно с регулированием цен. Потому что на сегодняшний день важна платформизация этих решений. Вы знаете прекрасно, что происходит в мире. Какие компании стали по капитализации самыми, скажем так, маржинальными, самыми большими и крупными? Компании, которые создавали цифровые платформы и соединяли заказчика товара или услуги с теми, кто может их качественно произвести. И здесь роль государства, роль правительства, я глубоко в этом уверен, в том, чтобы стать такой платформой, минимизировать в сложной экономике совместного потребления все затраты и максимизировать пользу для тех, кто пользуется так или иначе либо услугами, связанными с производством товара или услуги, либо кто сам их производит. Здесь я соглашусь, что, может быть, в этих терминах, что планирование, стратегическое планирование является очень важным элементом дальнейшей эффективной работы любого правительства. У нас Министерство экономического развития работает по теме, наш координационный центр, все коллеги на сегодняшний день используют самые современные инструменты работы, связанные с достижением как результатов по государственным программам, по нацпроектам, по всем стратегическим инициативам. По пространственному развитию, то, что вы сказали, но здесь правительство, я уже сказал, ведет большую работу над этим. Я согласен, это основа развития нашей страны, мы обязательно будем продолжать это делать. По остальным вопросам, они были дискуссионные, мы постараемся вместе, в том числе и с Банком России, находить правильные решения. Они очень сложные все, для того, чтобы баланс экономических решений дал нам макроэкономическую стабильность и устойчивый рост экономики. То, что сказал сегодня уважаемый Алексей Геннадьевич Нечаев, тоже спасибо вам за оценку. Новые люди, вы очень активно поддерживаете предпринимателей, очень много было интересных инициатив. Ключевая
задачи, которые поставил к 30-м годам президент России, мы должны войти в 4 крупнейших экономик мира. Сейчас в 5. Конечно, это непростая задача. У нас для достижения этого мы должны использовать, а вы как раз коснулись именно вопросов, связанных с результатами работы, мы должны использовать 5 механизмов. Это повышение производительности труда, это наращивание несырьевого экспорта, это, без сомнения, активное инвестирование, обеспечение инвестиций во все отраслевые соответствующие проекты, которые сегодня есть. Это, конечно, поддержка малого и среднего предпринимательства, бизнеса в целом и продолжение системных программ по импортозамещению. Эти элементы, наверное, они и у фракции «Новые люди» как раз стоят на повестке дня. Вы очень много делаете для этого. В том числе уделяете большое внимание для туризма, для малых и средних компаний. Часть, кстати, ваших инициатив вошли в федеральный бюджет до 2026 года. И долгосрочная программа содействия занятости как раз молодежи до 30 года мы совместно ее реализуем с вашей фракцией. То, что вы сказали по поводу нацпроектов, чтобы вывести их на новый уровень для достижения технологического суверенитета, это очень важно. И, конечно, и искусственный интеллект, и все элементы, связанные с новой технологией, с новой экономикой, надо внедрять и активно развивать. И это невозможно без современной науки, без прорывов в промышленности, в новых направлениях. И спасибо за эту поддержку. Ну и, наконец, Андрей Михайлович Макаров, фракция «Единая Россия», сказал добрые слова, спасибо в адрес правительства. Это правда. Мы работаем вместе с «Единой Россией», опираемся на вашу фракцию. Конечно, со всеми работаем, но здесь общая позиция у нас с вами – это стратегическая позиция по вопросам развития страны. И по национальным проектам, то, что вы сказали, по новым нацпроектам, конечно, абсолютно согласен, нужна совместная работа со всеми федеральными органами исполнительной власти и профильными комитетами над новыми национальными проектами. Это всех касается, в том числе всех фракций. Обязательно дам поручение нашим фаимам включиться активно в эту работу с парламентом. По 6-летнему планированию. Очень важный вопрос длинного планирования. Оперативное планирование, стратегическое планирование – основа нашего развития. И я здесь абсолютно согласен с тем, что мы должны этим заниматься. Но хочу вам сказать, друзья, я сам лично занимаюсь стратегическим планированием каждую неделю, если не каждый день. Потому что наши даже стратегические сессии, они по 5 часов минимум проходят в нашем координационном центре еженедельно. Могу назвать им. Крайняя сессия была развитие нашего судостроения. Да? До этого мы собирались по промышленному суверенитету. Робототехника, станкоинструментальная промышленность, вопросы. Все что угодно. Я назову вам по любому вопросу те мероприятия в рамках стратегического планирования, которыми мы занимаемся. Как можем, мы стараемся, чтобы мы вместе с представителями, в том числе и бизнеса, и общественных объединений, с вами, многие из вас, кстати, бывают на стратсессиях, принимали важные стратегические решения. Мы стараемся. И здесь хочу также сказать Андрею Михайловичу, уже я прекрасно помню базовые ценности, которые мы выработали для работы нашего правительства. Мне больше всего нравится ценность «результат важнее процесса». Я перефразирую ее. Но это очень важно. Мы действительно, сделав миссию правительства абсолютно прозрачной, к ней стремимся и стараемся соответствовать базовым ценностям, о которых я говорил, вы уже об этом сказали, на первом выступлении. Мы, сплотившись, мы не раз уже доказывали, что мы можем справиться с любыми сложностями. Ведь за каждым из достижений стоят люди, граждане России, каждый из которых на своем месте работает на общую задачу – сделать наше государство сильным и процветающим. Речь о людях, которые честно и добросовестно трудятся на благо нашей Родины, которые чувствуют ответственность за ее будущее и за будущее всех ее жителей.
о врачах, которые ежедневно спасают жизни наших людей, о педагогах, которые дают ученикам знания и раскрывают их таланты, об исследователях, которые делают важнейшие открытия, о наших инженерах, технологах, которые предлагают передовые решения, тех, кто своим трудом обеспечивает жителей нашей страны всем самым необходимым, о наших волонтерах, о людях огромной души, которые приходят на помощь в самые тяжелые, сложные моменты. По велению сердца, не думая о выгоде, заботятся о тех, кому это очень важно, о семьях, где растут дети. Ну и, конечно, о наших защитниках, об участниках специальной военной операции. И это настоящие герои, наша гордость. Они отстаивают национальные интересы России, борются и бьются за безопасность всех граждан нашей большой страны, своим мужеством показывая пример подлинного служения нашему родному Отечеству. А все вместе мы, народ России, талантливый, разносторонний, который во все времена преодолевал все любые вызовы, преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал. И усилиями каждого он будет реализован в полной мере. Сделаем все, чтобы наша лучшая в мире страна процветала. Абсолютно в этом уверен. Спасибо.